ты решила поменять свою жизнь на 180 градусов в 40 лет. Да. А ты сидел в таком маленьком Кабинете? кабинете, мирке, да? А он, оказывается, вот, и вот вообще за всю жизнь невозможно, да? А тебе 40 лет, и тебе неизвестно, сколько осталось жить. Ну, у вас в семье случился кассовый разрыв. 6 коров, там сколько-то телят, да? Вот, обязательно воду таскали. Вот подружки обычно как общаются, да? Один там обвиняет своего партнера, а второй поддерживает его в этом. Да. Но он козел, короче, вот, ты святая. Для меня женщины Якутии — это такие вот суровые достигаторы, которые очень много работают, не отдыхают. Когда муж видит, что жена на себя не обращает внимания, все отдает, все для других делает, да, забивает на свое здоровье, он тоже считает, что это для нее не важно. Нам как бы стыдно Да, брать деньги, стыдно. а если мы взяли, ну так уж отрабатывай 7 лет, типа такого, да? Доброго времени суток, дорогие друзья, дорогие любимые мои зрители. Вы на канале Николь Егоровой, и, как обычно, мы вам отбираем, находим и представляем, раскрываем перед вами удивительных людей с уникальными способностями, очень интересными людьми, которые имеют способность влиять на других людей. И сегодня вот я специально для вас отыскала, нашла, как я уже анонсировала у себя в социальных сетях, настоящего, мне кажется, бриллианта, потому что весь ее путь, если посмотреть, это путь огранки камня, это путь того, как один камень, вот природный вот этот дар может заиграть разным светом, разными отблесками, да, играя на солнце. И вот словно камню человек вот раскрывается, и его огранка происходит именно в преодолении вот этих непростых задач в жизни. И я вам с радостью сегодня представляю сегодняшнюю нашу героиню. Она является многодетной мамой, мама 3, она любимая жена, в счастливом браке вот уже более 20 лет. Она, я хочу сказать, предприниматель, бизнес-вумен, потому что за плечами опыт предпринимательства есть, и очень уверенный. Она действующий спортсмен, она бегает марафоны, она по профессии инженер-эколог в прошлом, а сейчас она позиционирует себя как коуч. Вот столько разных направлений, столько разных сочетаний есть в тебе. Ее зовут Люба Горохова, и многие, наверное, кто живет в Якутии, кто вот интересуется вообще женским развитием, саморазвитием, где-то как-то они слышали так же, как и я. И вот сегодня перед нами уникальная возможность с тобой познакомиться лично. Приветствую тебя, Люба. Добрый день, очень приятно. А как бы ты себя представила? Вот у тебя столько разных, оказывается, направлений, ипостасей по жизни. А как бы ты себя представила? Ну, мне нравится представлять себя как коуч по отношениям. Отношения — это такая большая сфера, да, есть отношения в семье, есть отношения с супругом, отношения с детьми. У меня 3 подростков, и с ними тоже очень непросто было выстраивать отношения. Есть отношения с деньгами, да, отношения с собой, да, это что касается самооценки, уверенности в себе, это вот мои любимые темы. Так. Коуч по отношениям — это мне больше всего нравится. Да, хорошо. То есть вот роль мамы, роль жены — это уже, для тебя не второстепенно, или это уже есть, уже понятно? Это уже есть, действительно. Это я очень долго в этих ролях была. Я всегда представлялась, даже когда была инженером, я всегда представлялась как многодетная мама. То есть это для меня главная роль была. А сейчас дети выросли, старший сын учится на 3 курсе, в другом городе живет, дочкам 14-15 лет, и как будто сейчас для меня новая роль, она впереди стоит. И тем не менее я остаюсь той же любящей женой, мамой, да, понимающей, и это та сфера моей жизни, которая поддерживает, помогает. Которую ты выстраивала столько лет, да? Да, и я продолжаю над ней работать по сей день, потому что каждый раз семья претерпевает разные этапы. Да, дети тоже взрослеют, мы меняемся, и не бывает одинаковых лет, одинаковых этапов. Каждый раз что-то новое, и снова приходится искать инструменты, способы взаимодействия и так далее. Хорошо, о профессии коуча мы сегодня подробно поговорим, что это за профессия, как ты можешь людям, девушкам, женщинам помочь. А вот что меня удивило, восхитило, это то, что ты решила поменять свою жизнь
на 180 градусов в 40 лет. Да. Как это случилось? С чего это началось? И тем более у тебя вот такая компания «Глыба» была, да? То есть ты была сотрудником Саханефтегазбыт, ну то есть Сахатранснефтегаз. Ага. И, ну это ведущий флагман республики. Если ты там сидишь, получил кресло, как бы это считается окей, очень окей, там, лишь бы карьеру построить и остаться вот на этом плаву, да? Но ты взяла и в 40 лет все поменяла. Встала, ушла. Что случилось? Да, это был мой главный вопрос, который я себе задавала по истечении, я не знаю, последних 5 лет точно, до того, как ушла. Делали это всей моей жизни? Хочу ли я этим заниматься до, там, не знаю, вот мне исполняется 40 лет, это середина жизни. А как известно, это кризис, кризисный личностный кризис, да, у человека, когда он должен переоценить свои ценности и ответить себе на вопросы, туда ли я иду, хочу ли я это продолжать. И вот эти вопросы, с ними я тоже столкнулась, и когда я честно себе начала отвечать, это было нет. Это было то, что хотели родители, это было престижно, это было в свое время высокооплачиваемо, да? И родители всегда вкладывали в мое образование. Я училась всегда в гимназии, потом поступила в школу в РЛИ, в РК, да, в городе, потом поступила в Москву, в университет нефти и газа Губкина, да, то есть родители меня всегда направляли, и мама всегда хотела, чтобы я была ученым. Если бы не замужество, я бы пошла наверняка в аспирантуру, да, в науку, хотя бы я внутри себя тоже бы сомневалась, мое ли это, да, но все равно голос родителей, он уже как бы становится твоим голосом, да, вторым твоим голосом, который ты считаешь важнее своего. И хочется отдать долг родителям и действительно за те усилия, финансовый вклад, да, как-то возместить. И вот это вот чувство такое вот внутренней желание отдать долг, оно как будто бы заставляет тебя двигаться в том направлении. Оставаться на этом пути, в стабильности, и как будто бы должна. А с другой стороны вот... И тем более, что очень много сил уже вложено, да, образование именно в том направлении, да, столько времени потрачено на это, да, и тебе кажется, ну, самое легкое и правильное просто вот туда вот плыть по течению, да, ну, там что-то делать, может быть, как-то в других чуть-чуть направлениях, но в той же отрасли нефтегазовой, да, к примеру, может быть, поменять город, не знаю, поменять компанию, да, может поменять отдел или что-то такое, но вот это вот самый такой верный путь, казалось бы, да, когда уже все выстроено, все понятно, и нету никаких там для тебя новых областей. Стабильность. Да, стабильность, да. И мне очень нравилось то, что у нас офис в центре находится, в принципе, ко мне дети приходили, могли приходить до учебы, да, после мы вместе все ехали, они все в центре учились, и это как будто бы тоже стабильность. Да, все понятно, все предсказуемо, а когда все предсказуемо, это снижает тревогу, и ты уже... Иллюзия безопасности появляется. Безопасность появляется, да. Ты как будто живешь в уверенности в завтрашнем дне. Да? Зарплата точно будет, точно в такое время, в таком размере и так далее, и так далее. Тем более там соцпакет очень хороший был, да, подарки детям, ДМС, социальное страхование и так далее. Вот. А потом в какой-то момент мое внутреннее желание пересилила вот все эти плюсы. Все эти плюшки. Плюшки, плюсы, удобства, стабильности, да. Я очень долго вот для себя переоценивала, а что будет, если не будет этой стабильности, да, у меня будет зарплата там вот так вот скакать, да, к примеру, да, я не буду иметь офиса, да, у меня там детей придется возить в разное время, да, и они не смогут приходить, к примеру, да, я сама буду оплачивать им там страховку, да, вот за медицинское обслуживание, вот, и потом, когда дети выросли, я достаточно долго терпела, оказывается, достаточно терпеливый человек. Сколько всего ты проработала? 17 лет, да. Хотя последние 5 лет у меня уже очень большое желание было того, что я хочу что-то многое сделать,
но вот в рамках вот кабинета это тех часов да? У меня ресурсы заканчиваются, да, нет возможности просто попробовать учиться чему-то, да, но это, конечно, были для меня отговорки, потому что из-за этого я не шла ничего делать, да, очень долгое время я себе этим как будто бы закрывала тему того, что можно дополнительно, да, доход какой-то себе наработать, либо занятие любимое, да, либо даже хобби. Я вообще никуда не ходила. У меня не было спорта в жизни, да, у меня не было каких-то таких хобби своего, да, потому что я работала, потом вечером мы всех детей забирали, и мы живем за городом и уезжали домой. Я вообще не знала, что происходит дом, в городе работа, вечером. дом, работа, дом. Да, а в выходные я всегда возила детей, ну, мы с мужем, да, потому что они спортсмены, одна шахматистка, другая художественная гимнастика, легкоатлетка, сын большим теннисом занимался, и мы вот так вот постоянно их возили, то сборы, то тренировки, то поездки, и постоянно ими были заняты. А потом, когда все это немножко устаканилось, дети сказали: мама, иди сама чем-нибудь займись, ты нас постоянно мотивируешь, а я такой дома мотиватор, знаешь, соберитесь, так вы все сможете, да, только вперед. More energy. Да, типа, у вас такой потенциал, нету ничего невозможного, да? Представляете, это слышать от человека, который сидит в одном месте, ничем не занимается, ходит на одну и ту же работу, получает одну и ту же зарплату и говорит о том, что все возможно, да? Действительно, у меня вот младшая дочка, она сказала, я ее возила на легкую атлетику, и там были тренировки там 5-6 раз в неделю. Очень такие сильные тренировки, они на Дети Азии готовились и так далее. И она мне говорит: мама, вообще-то бегать это очень сложно. Вот ты сама ничем не занимаешься и, видимо, не понимаешь, да? И надо вот, как она выразилась, это было типа начни с себя, что это такое, знаешь, как лозунг в фильме, да? Устами ребенка глаголит истина. Она постоянно мне возвращала все, да, все, что я ее учила, она мне возвращала, и я некоторое время вот так сама там сопротивлялась, да, вот чувствовала, в смысле она меня должна учить, да, что-то мне там перечить. А потом я такая допустила мысль: а что если действительно я должна стать примером сначала, а потом учить, да, а не наоборот. Да, вот учить тому, что сама не верю и сама не делаю. И это немножко противоречие, я вот такое противоречие почувствовала и пошла заниматься бегом. Записалась на бег, и вот дети, я сказала, выросли, как-то я решила для себя выкроить все-таки возможность, но возможности как будто не было. Вечером мы однозначно должны были приезжать домой. Я должна была ужин готовить, домашки проверять, это уже вот просто обязательные дела, да. Я подумала: так, окей, тогда какой у меня вариант есть? Есть время утром. А утром я готовила завтрак, детей собирала, да, вместе с мужем отвозили, и подумала: а что если это делегировать? Да, сказать мужу: слушай, ну вот я хочу позаниматься, да, с чего-то начать, а муж у меня футболист, волейболист, там, теннисист. Ну, короче, семья спортсменов, одна мама не предела. Да, одна мама не предела, действительно. Так. И она всех мотивирует, да, там куча медалей дома, но маминой ни одной. У меня со школы не было ни одной медали по спорту. Я вообще нигде не участвовала. Ну, никогда. То есть бег это вот позже тоже появилось? Да. Я думала, ты всю жизнь я никогда там как не бы, бегала, да? вообще никогда. Бег и я, это вообще понять, когда меня, ну я была всегда стройной, в форме, и поэтому меня включали в команду, и я что только делала, чтобы не участвовать. Я даже один раз бежала. Настолько я не любила бегать, вот чтобы вы понимали, да, что бег и я — это нелюбимые вещи, да, несовместимые совершенно. И потом я пошла на бег, потому что я сходила летом на Таежные Дебри, есть такой забег, трейл раннинг называется, да? По лесу, по болотам. Местности, да. И мне понравилось то, что можно вот изучать нашу природу посредством бега. Да? На разных местностях, чучур-муран, там птичка,
птицефабрика и так далее, да, вот ты бегаешь, и просто ты видишь, как меняется сезон времени года, да, вот лес, наша природа, и это так прекрасно, и мне это очень понравилось. Вот такой бег я полюбила, там встретила тренера, и тренер мне говорит, вот ты можешь, потому что я там вообще упрямая, оказывается, по сопкам, там из последних сил, вот язык на плечо, я добиралась, и даже какие-то места занимала, и он меня пригласил на тренировки, и я очень долго отказывалась, потому что в 5 утра вставать, тренироваться 5-6 раз в неделю, потом участвовать в каких-то соревнованиях, ну, в общем, куча «но» было, которые я 3 месяца для себя вот эти возражения снимала, да, прорабатывала, отвечала себе, зачем мне это надо. Лишь бы не начать, в общем, короче, да? Откладывала, да, а потом пришла и просто там осталась. Да? Да. Я осталась, и мало того, я тренеру сказала, я хочу пробежать марафон 42 километра через 9 месяцев. И он не удивился. Вот представляете, это такой тренер, который не сказал, слушай, ты ненормальная, такого не бывает, там прекрати мечтать, не вредно, да, и невозможно с твоими 3 детьми, с твоим там загородной жизнью. А почему марафон сразу? Вот нравится тебе бросать вызов себе? Или видимо, что это? Видимо. Вот, как манифест, это уже все. Как манифест. Был. Да, вот это был внутренний терпилы, который да, сидел. Да, действительно, вот ты правильно сказала, да, потому что это такая несвобода, которую я ощущала, да, в офисе, дома, везде ограничения, а у меня душа, оказывается, очень свободная, да, и я ей никак не находила выход, не давала это проявиться. И вот оно само решило. Вот просто, да, всем наперекор, что хотите думаете, что хотите делаете, да. И утром я вот пересиливала себя, вот представляете, на улице -50, туман. Темно. Никуда не хочется, конечно же, какой 5 утра, 7 утра я вставала, я жертва. А тут в 5 утра я встаю, еду в Триумф каждый день почти, тело все болит, я вот так вот просто лежу, и просто лишь бы не жаловаться, чтобы мне не запретили, чтобы не сказали, так, хватит, слушай, это тебе вредно и так далее, да. И через 9 месяцев я действительно пробежала марафон во Владивостоке, 42 километра. Я стала 10-й. Еще во Владивостоке? Да. Где вот такие дороги? Где такие горки? Ну, потому что мы заявились в Москву на московский марафон, а там отменилось, перенеслось из-за пандемии, и просто другого ближайшего не было, а по старту, по подгонке мы готовились именно на сентябрь, на конец сентября. Владивосток, ладно, сказано, сделано, мы же преодолеваем. И как прошло? И вот в это время я про себя очень много поняла. Пока готовилась, я поняла, что я очень много могу, я действительно верю в себя, действительно у меня очень большой потенциал, действительно я могу очень хорошо общаться с людьми, потому что это сообщество бегунов, я со всеми быстро очень познакомилась, сплотилась, да, я вот все это время я анализировала себя. На что я способна, действительно, какие у меня есть качества, о которых я не знала совершенно, потому что у меня было 2 роли. Я коллега, мама, ну не 2, а ну, мало ролей, да, мама, жена, сотрудник, и там, дочь, да, вот, да. Вот, как интересная личность я себя вообще не воспринимала, да, вообще какая я, как личность, как вот какая моя душа, да, вообще, что я люблю, что мне интересно, какие у меня вообще могут быть свои увлечения, да. И я поняла, что вообще в мире столько всего. Помимо кабинета и дома. Вообще что угодно, вот путешествия, даже столько открываешь увлечений, да, тот же там, допустим, вот катание на этих горных лыжах. Горные лыжи мы давно занимались. Вот парасейлсинг, да, есть этот, на парашютах катаются. Потом на байдарках сплавляется рафтинг, да. Вообще множество увлечений, через которые вот можно попасть в сообщества разные. И там столько людей, увлеченных одним делом, да, и ты просто вот с ними знакомишься, ты понимаешь, что мир разнообразный. А ты сидел в таком маленьком кабинете, мирке, да, а он, оказывается, вот, и вот вообще за всю жизнь невозможно, да, а тебе 40 лет, и тебе неизвестно, сколько осталось жить. Да, возможно, там 10 лет, возможно, 20, там максимум 30, там, я не знаю, да. И вот как это можно все успеть, да, как можно действительно получать удовольствие, не находясь на каких-то вот, я бы сказала, даже на уровне выживания.
да, когда мы вот постоянно вот что-то строили, и это всегда было вот сначала там карьеру, семью, детей, еще дети, да, обязательства, вот постоянно, да, растут обязательства, и как будто от тебя все требуется больше и больше и больше, а вот когда ты что-то сам хотел, ты уже не помнишь. А до этого родители требовали, да, учиться. Я всегда была ботаником, я всегда ходила с книгой, и я всегда была должна, как будто бы. Вот и тот маленький период жизни, когда была ребенком, вот как будто там я была собой. Да, это да, вот. Там жизнь ярче, там все непредсказуемо, да, нету вот этого стабильности какой-то. Ну, она как бы есть база, но есть все-таки место чудесам, волшебству, да? Давай вернемся, вот очень мощный сюжет у нас начался. Да. Пробежали марафон. Ну как пробежала вот, это вообще? Пробежала 10-я пришла. Было очень трудно. В конце я заплакала, я сказала, никогда больше в жизни не пойду на марафон. Боже, что за жесть, кто сюда вообще приходит, за что это они так делают с собой, да? Но не прошло и того дня, в конце дня я уже такая, боже, как я горжусь собой. Я одела на себя кучу медалей, ну, условных, своих, да, и поняла, что я могу очень многое, если я это преодолела. Господи, я все могу, остальное там, вот это все ерунда, марафон — это жесть. Я могу все. Я действительно тот человек, который готов справиться с трудностями, бросать себе вызов и справиться с этими, да, преодолевать и ставить цели, задачи, да, планировать и достигать, и не сворачивать, и у меня действительно есть дисциплина, да. И вот откуда это заложено было? Родители так выстраивали в тебе это? Все-таки дисциплина же, если она не встроена уже с детства, ну ее очень сложно вот получить. 40 лет тем более. Откуда это встраивали бабушка с дедушкой, родители, потому что в то время это было вначале труд, просто трудиться, да, обязательно каждый день трудиться, там 6 коров, там сколько-то телят, да, вот, обязательно воду таскали, я помню, у нас там в Тате нету водопровода, газа, да, все руками делаешь. Конечно. А потом учеба, в учебе тоже постоянно дисциплина, если ты хочешь там оставаться лучшей, там в хороших рядах быть, хорошо закончить, потом поступить, потом еще раз поступить, постоянно нужно держать заниматься. Себя в тонусе, да, все предметы надо держать на контроле. Это, конечно же, заставлять себя иногда, да, следить за всем. Самоконтроль, дисциплина. Это вот, да, это вот у меня было. Но оно у меня было всегда направлено на семью, на детей. Да, я их мотивировала, я их там как-то подстегивала, там, внушала вот веру в себя и так далее. Вот, то есть спорт, бег, конкретно бег, стал для тебя вот неким краеугольным камнем, который вот на практике тебе показал: Люба, ты можешь больше, давай зажигай, да? Дал тебе вот такие силы. Окей, а что за история была у вас, когда, ну, у вас в семье случился кассовый разрыв, вы ушли в минус 160 тысяч рублей, я у тебя видела в соцсетях. Что это за... А та история тебя не заставила вот прям... кризис и что-то предпринять. Давай расскажи. Ну вот, возвращаясь к тому, вот, почему я ушла с работы, помнишь, мы там вот это вот начали, да, раскручивать. И вот в этот момент, когда я занялась бегом, пробежала марафон, я для себя сказала, очень многое поняла, да, про себя. И тогда у меня появилась уверенность, что я могу и как сказать, свободным плаванием справиться, да, что я могу полагаться на себя, могу верить, что вот у меня все получится, да, во время марафона же тоже так же, если ты в себя не будешь верить, ты можешь когда угодно сойти, да, когда угодно, в принципе, и можно сойти, да, это же как бы свободный бег, вот, и в этот момент что-то во мне, видимо, переломилось, что я подумала, я могу то, что другие не могут. Не все могут марафон пробежать. Значит, я в числе тех, кто не боится рисковать, не боится делать что-то большее. Бросать вызов себе. Да, например, на тот момент, когда я пришла на бег, я могла только максимум 10 пробежать. Да? Вот. А как только я взяла планку выше, конечно, преодоление больше, вызовов больше, да? Вложений и расплаты за это больше. Да, это и восстановление, и время, и питание, силы, и деньги, очень много. Да, это не нужно входить в иллюзию того, что это просто там чудеса, фокус там, и так далее. Да, это действительно плата за это, которую нужно принимать. Да? И я настолько хотела, что я все это принимала как: Боже, спасибо, все равно спасибо, да, вот так вот было у меня, да.
вот это делать, это действительно счастье, типа, потому что я страдала, но я вставала просто с улыбкой и шла бегать. Я помню, мы бегали уже там, когда подгонка была, за неделю, по-моему, или за 2 недели, в неделю по 3 раза по 30 километров. Остальные дни по 10, да, и я к 9 часам вот так вот уже сидела на работе, утром 30 километров и на работе, и так всю неделю, да, например, и вот так вот ты готовишься, и ты уже, ну вот, просто не можешь в себя не поверить, да, а потом еще случилась поездка на Алтай с девочками, которые меня взяли в качестве богини бега. Ага. Да, вот там вот они меня в этом качестве взяли. Просто так туда попасть тоже невозможно. Да, то есть что-то тебе надо предложить, чтобы что-то получить. А иногда вот я часто встречаю людей, которые хотят сразу получить и сидят, ждут. Да? Надо чем-то обладать, каким-то навыком, чтобы людям быть интересным. Да, потому что люди, ну, просто так тоже давать не готовы, да, и я поехала туда, девочек начала тренировать, мы каждый день бегали, им это очень понравилось, они впоследствии, Ира организовала вообще забег «Бегущая Лена», на себя взяла, да, сама пробежала там десятку сначала, начала тренировать свою команду, потом вот в этом году полумарафон они пробежали, да, то есть вот тогда это именно началось. И по приезду Ира мне предложила взять, тренировать ее команду по скинтайм, да, я такая, что? Я сама добегаю там, я не знаю, 5 месяцев, да, я и тренерство, да, а потом я поняла, и она говорит, да ты настоящий тренер, ты в душе тренер, да, ты похож на тренера. У тебя же там 3-4 подопечных дома. Да, у тебя получается классно, давай, типа, соглашайся, и такие хорошие условия еще предложила, да, я говорю, ну так, ну буду дурой, если откажусь, надо соглашаться, будь что будет, я всему говорила. То есть тогда еще параллельно работа, да, твой бег свой, а еще и тренерство. Да, совершенно верно. Я в то время еще марафон не пробежала, я только сама готовлюсь, да, и она мне такое предлагает. Ну вот представляете, это же немножко шок, думаю, что даже не все согласятся. Я согласилась и начала вести тренировки. Приходили сначала ее команда, потом начали приходить команда, которая готовилась на «Бегущую Лену», да? Людей становилось больше, это было очень интересно, я поняла, что я вообще очень хорошо умею команду держать, с группой работать, да, это моя сильная сторона, и вот ты определяешь про себя, когда что-то делаешь. Вот ничего не делая. Без действий в теории невозможно это сделать. Да, не смогла бы определить, если бы даже у меня суперспособности от природы были бы, если бы я бы не попробовала, я бы ничего этого не поняла. Я бы сидела в офисе, думая, что вот это вот мое самое призвание, да, больше ничего не умею. А оказалось, я умею еще тренировать людей. Представляешь? Потом я начала уже свою группу брать, да, параллельно тренировала там на платной основе, да. И люди приходили, они не говорили, слушай, почему ты 5 тренируешь, месяцев позволяешь себе такую наглость, да? Как так можно, да? Это что за вообще беспредел, да? Хотя другие тренера на меня посмотрели и такие, боже, что творится? Как такое возможно? И потом их подопечные становились тоже тренерами. То есть я заложила такую вот основу того, что клубов стало в городе много. До этого клубов было всего лишь, я не знаю, вот Сулу спорт был, и вот у моего тренера клуб был, да, других я не знала. И у Жирковой профессионалы занимались, да. А сейчас, вот посмотрите, штук 10 уже клубов. Чуть ли не предприятия, да? Да, там которые берут уже, людей и занимаются с ними. Это же здорово. Это оздоравливает население. Это каждая девушка, которая ходит на бег, она вот подтягивается, да, увереннее в себе становится, да, другие сферы жизни свои улучшает. Это классно. А вот как ты там их вела? Все-таки спорт — это еще такая сфера, где все очень сопричастно со здоровьем, то есть есть момент риска, да, что человек должен быть здоровым, там никаких противопоказаний. Как ты с этим работала? Как ты брала ответственность? Потому что я брала только женщин, которые хотят, не которые идут там на какую-то вот спортивную карьеру, да, хотят марафон пробежать или что-то, да. Любительские, да? Да, любительские, людей, которые хотят полюбить бег, да. Я когда разговаривала со своим тренером, он у меня вообще супер наставник-мотиватор сам, да, Василий Спиридонов, привет ему. Очень благодарю, на самом деле, моего тренера, потому что он тот человек, который мыслит широко, он видит возможности человека и направляет его. Да, он вот просто мне говорит, я тебе буду во всем помогать, да, а он сам мастер спорта международного класса, и
он тренирует очень много лет. Сейчас он главный тренер республики, и он мне говорит: я тебе буду помогать программы писать, там советовать и так далее. Ты всегда можешь ссылаться на меня. То есть у тебя был конкретный наставник, да. на опыт которого ты могла в любой момент Да. Потом я уже сама пошла обучаться на тренера, прошла обучение, уже поняла, как примерно это делается, и получила диплом. И то есть у меня было уже официальное основание это делать, да? Это где-то через год после этого, когда я поняла, что это действительно то, что мне нравится. Но при этом я не видела себя тренером года, да? Я не видела, что я веду там много людей, там, это мое основное призвание, да? Это просто мне нравилось, это было мое хобби. Я им делилась своими умениями, да? Потому что то, что я прошла, какой путь, да, это действительно очень было сурово, и я не хотела, чтобы люди это проходили, и делала это очень бережно и плавно. И людям очень нравилось, и я снова, я до сих пор тренирую. На самом деле, да? Да, на самом деле до сих пор тренирую. Да. Я обожаю тренировать, и я там становлюсь какой-то другой личностью, да, такой вот собранной. Субличность тренера дисциплина, так, там. Девочки даже говорят: ты строже, чем мой тренер там на каком-нибудь сайкле или каком-нибудь там фитнесе. Окей, ну вот круто начинает меняться жизнь, да, чувствую. Да, и а что муж в этот момент, он чувствует? Он не говорит вообще: давай, детка, муж остановись. В шоке, конечно, да. Муж в шоке. Он говорит, он очень такой человек, который там прямо не высказывает, да. Когда гости приходили, он говорил: наша мама в 5 утра встает и куда-то идет. Каждый день. Угадайте, куда? Как будто в 5 утра можно что-то еще делать, да? Вот, он такими намеками, ему совершенно не нравилось, что я превращаюсь в спортсмена, потому что он знает, что такое профессиональный спорт, его в свое время приглашали заниматься профессиональным спортом, футболом в команду нашу, да, республики. И он такой: неужели ты в 40 лет хочешь стать спортсменом? Да брось, зачем, типа. И никто не верил в меня. Это вот кажется сейчас, да, все прекрасно, да, а в то время все палки в колеса вставляли. Мне все говорили: зачем тебе это надо, зачем тебе в 40 лет вот свое здоровье губить, да, зачем тебе надо там вот что-то пытаться добиться, да, что ты хочешь доказать, да, этим. Да люди, когда начинают бегать, они все забрасывают, у них семьи расходятся. Мне мама такие примеры приводила. Я знаю таких людей, да, типа: зря ты все это делаешь, да, но я поняла, что я очень упрямый человек. Если я поставила цель, меня никто не остановит. Да, и я мужу говорила: моя задача пробежать марафон. Ты сейчас можешь либо мешать мне, либо помогать, да, либо вообще ничего не делать хотя бы, да, не помогать, не мешать, да, да, потому что я поставила цель, и я хочу до него дойти, очень хочу, говорила. И никогда у меня не было никаких достижений в спорте, и мне это очень важно, я говорила. Вот. И также я у него, я помню, очень слезно просила поехать в Европу с девочками на месяц, чтобы покататься в Диснейленде, одеть эти ушки. Я говорила: это моя детская мечта, ты не понимаешь. Вот это то же самое было, да. Ну, и он очень вошел в положение, я его очень благодарю, и потом очень гордился мной, то, что я и пробежала марафон, что он никогда бы такое не сделал, что многие такое не делают, и это действительно повод для гордости. А потом я участвовала в спортивных играх. Спортивных народов играх, Якутии. Народов Якутии, да, от команды Татинского улуса. Хотя вообще тоже ни разу не спортсмен, и себя к ним не перечисляю до сих пор. Самозванец-то у меня, ой, какой, да. Он говорит: ты что, ты вчера только начала бегать, какой там из тебя спортсмен, кто тебя возьмет, да. Но они меня очень просили прямо, что нет человека, пожалуйста, вот приди, помоги. И вот это вот тоже было таким пунктиком, который... я поняла, что человек может стать кем угодно в любом возрасте. Даже вот спортсменом и участвовать на спортивных играх, и когда на тебя смотрят по телевизору, да, и говорят: слушай, она же вчера была там, просто там инженером в офисе сидела, как это возможно, типа с 3 детьми, да, и действительно мы создаем себя сами. Я это четко, твердо усвоила и поняла, что это относится к любой сфере. Поняла, что то, что ты транслируешь, то, что ты веришь, то, что ты ежедневно делаешь, это вот эти 10 тысяч часов к тебе возвращаются в виде твоего потенциала, и люди видят, и я стала примером для многих.
Многие люди начали бегать, многие люди у меня спрашивали, как я вообще справляюсь со всем этим, да, потому что совмещать действительно сложно, работу и так далее, да. А еще помимо этого, вот когда мы с девочками съездили на Алтай, мы там решили создать коуч-туры, сила окружения, и доверили мне, потому что все предприниматели, у всех свое дело, да, а я всегда хотела в туризме работать, но я не видела это вот в развлекательных турах, да, потому что я всегда такой за пользу. Да, я всегда там, ну, немножко занудно, может быть, да, с чем-то нужно приехать, что-то там воплотить и что-то изменить, типа, да, вот, и мы приехали, и я думала, они забудут. А потом Ира мне такая пишет: так, что у нас там с туром, типа, так, они не забыли, черт, придется заняться, а у меня своих куча дел, потому что я тренируюсь, у меня дети, у меня работа, все равно часов в сутках 24, спать когда-то надо, да, и я понимала, что я влезаю в то, что у меня будет еще больше отнимать времени от семьи, да, от своих близких, и я решилась, я создала программу, разработала логистику, всю, создала страницу в Инстаграме, я обзванивала всех своих знакомых, рассказывала, вот насколько это полезно, круто, да, насколько моя жизнь изменилась после коуч-тура, да, самого. И я нашла 10 девушек, готовых поехать со мной. Представляешь, 10 это было максимально, и я все 10 мест продала. Это куда? Это на Алтай. Алтай, да. Ага. То есть до этого ты сама съездила, ознакомилась там с предпринимателями, да. девочками, и решила это повторить, но уже с другим составом, уже сама во главе, и девочек набрать. Да, ага. конечно, были А гиды. как там вот внутри программы ты строишь? Мне очень интересно. То есть там же надо логистику, транспорт, да. А еще это тоже опять вопросы возникают там безопасности, страховки. Как вот это все выстраивается? Ты же не туроператор там Я официальный. не туроператор, да. Туры я делала, вот собирала чисто вот людей, которые хотят со мной поехать, да, и создавала тур авторский. То есть там обязательно я включала обучение, брала с собой коуча, да, по направлениям, по какой-то теме, например. Обязательно там трансфер, услуги гида, экскурсии, спа-процедуры. Вот для женщин именно вот я такой тур хотела, очень комфортный. Обязательно отели 4-5 звезд, если даже это Алтай, это благоустроенные домики, да, к примеру. Вот. И а вопросы безопасности там, медстраховка или что? Обязательно, каждый сам оформлял. Я вот у каждого, да, это тот момент, который я поручала, ответственность на человека, да, потому что у каждого так или иначе есть страховка там в приложениях и так далее. Просто я проверяла, и моя задача была оповестить и уже донести информацию. Сколько у вас уже всего туров было с того туров момента? прошло 15, сейчас будет 16 завершающий тур. И, ну, там логика была такая, структура, то, что ты берешь как известного такого коуча, наставника, эксперта по своему, да, течению, по своей сфере. Там была Марина Фанаилова, Мария Спирит, как у нее фамилия? Да, Пронтеева, да, Бонами Наташа была. Бонами Наташа была, да. Ага. Ну вот таких девушек, женщин, которые уже стали, ну, известными. Ира Матвеева сама тоже сфере. ездила. Да. Да? Да. В основном предприниматели называется сила окружения, да, потому что через этих девушек я сама выросла. Что значит выросла? У меня поменялось мышление. Я стала по-другому думать, я видела больше. Я понимала, что на тех моментах, где я застреваю, там, унываю, там, опускаю руки, они решают очень легко и спокойно. Да? И вот эти вот примеры, они разрушают старые нейронные связи, которые есть, да, и человек начинает думать, а почему бы и да, почему бы и не делать, почему бы и не решиться, да, то есть многие чего-то хотят же все равно, да, но не решаются, и вот это может подстегнуть начать делать. А когда ты начинаешь делать, ты уже что-то понимаешь. Может быть, это не станет делом твоей жизни, да, но ты попробуешь, поймешь что-то и, может, еще по-другому сделаешь, еще что-то откроешь про себя, да. И вот этот бесконечный поиск, это интерес, это вовлеченность в свою жизнь, это вот и есть яркость жизни, краски жизни, да. Ради чего мы живем? Ну, быть счастливыми, радоваться жизни, да, получать удовольствие. И для меня женщины Якутии — это такие вот суровые достигаторы, которые очень много работают, не отдыхают, не позволяют себе, да, отдыхать, и очень много отдают, очень много устают и выгорают, и не знают, как справиться, да, очень много на себя берут, я вот такое замечаю, да.
И вот такие туры были призваны помочь себе позволять в первую очередь, да, комфорт плюс. Когда муж видит, что женщина себе уделяет внимание, заботится, да, он тоже начинает заботиться. Когда муж видит, что жена на себя не обращает внимания, все отдает, все для других делает, да, забивает на свое здоровье, он тоже считает, что это для нее не важно. Да, вот. И поэтому это в первую очередь для того, чтобы начали к себе хорошо относиться, потом чтобы расширились с помощью сильного окружения, меняли мышление, да, и там как раз такие практики, да, для того, чтобы с самозванцем работать, с внутренним критиком, да, какие-то новые способы для себя извлечь. Вот, это площадка для роста. Меня называли в свое время каким-то батутом, да, который помогает перепрыгнуть на следующий этап, на следующий уровень. И девочки даже ездили, я помню, с одного на другой тур для того, чтобы знакомиться с новыми людьми, с сильным окружением, да, потому что программа тура не повторяется. И я всегда выбирала разные страны, разные локации. Я так заморачивалась, и сейчас, когда вспоминаю это, сколько усилий, труда это стоило, да, я же могла придумать каких-то там 2-3 тура и постоянно туда ездить, да, возить, вот известно. Копипаст. Да, и это было бы очень легко и просто, да, вот, но я придумывала очень трудные пути, очень сложные решения, я придумывала морской тур, я придумывала горнолыжный тур, я придумывала просто тур по местам силы, типа Алтая, да, и так далее. Вот очень много разных направлений я придумывала, какие-то не окупались совершенно. Какие-то просто не состоялись, потому что там политическая обстановка помешала, не да? позволила, да? Да. А вот очень интересно, то есть ты берешь вот этих экспертов, еще сама там включена, да, в группу? Да, конечно. То есть этот эксперт с девочками занимается, помимо вот всех там шопингов, мест, красивых мест, там банных спа-процедур, у вас еще есть некая программа от этого эксперта, да. и плюс еще твоя. Да. Вот как это да. все происходит? Вот, есть динамика тура, да, динамика тура, я составляю сначала вот его, да, то есть все время вау, тоже не должно быть, психика устает. Мы, естественно, там, если очень активный день, переезды, впечатления, на следующий день обязательно спокойный. Да? И коуч-сессии проводятся именно в местах, где мы останавливаемся на 2-3 дня. Да, то есть это какие-то места, где мы успокаиваемся, да, замедляемся и можем поработать над собой, с собой, да, познакомиться поближе, познакомиться с девочками поближе. Вот. И есть там обязательная программа дня на каждый день с таймингом. Да, и там уже предусмотрены коуч-сессии, отдых, развлечения, все, что надо. И девочки, вот когда едут, они говорят: Боже, я ни о чем не думала, как это прекрасно. Я не думала, куда пойти, что делать, что есть, да, с кем пойти, что делать. В общем, вообще ни о чем не думали, отключают голову. И я как организатор на месте работаю уже. Я организовываю уже их в течение дня вот процедуры, мероприятия, вот все моменты решаю на месте. То есть я непосредственно работаю до тура, во время тура, и после тура мы продолжаем общаться, встречаться. Девочки сами уже это организовывают. То есть, вот. И помимо вот этого тура еще даешь что-то от себя. Вот что они, например, получают от тебя, как от коуча во время тура? Во время тура я как коуч не работаю. Ты не работаешь? Нет. А эксперты работают? Эксперты работают. Кто тебе больше всего из экспертов запомнилось вот в этом плане? Ты знаешь, собираются очень разные девушки в зависимости от того, кто едет. Люди не едут ко мне, они едут к эксперту, да, они едут на его программу, либо они едут на ту страну, в которой мы едем, да, вот. И приятно и с полезным. Приятно и с полезным, да, то есть они сразу 2 зайцев убивают. Они отдыхают и получают пользу и окружение. То есть это возможно там за неделю сделать? Да, это потому что когда я приезжаю в новую страну, мне надо все посмотреть, пошопиться и отдохнуть. А там еще где что обучать, я вообще даже не представляю. Да, именно поэтому это очень сложная работа. Все это так выстроить, чтобы никого не ушатать, чтобы это было действительно приятно и полезно. Но сейчас ты анонсируешь, что вот январский тур будет последним. Да. Почему? Да, январский тур будет последним. Почему? Я завершаю проект «Сила окружения». Я его очень полюбила. Вот в жизни у меня было 3 проекта. Все проекты 3 я вела, открывала с любовью. Очень много сил вкладывала, действительно в это верила, и они поэтому были так популярны.
да, это вот научное шоу профессора Николя, с которым мы занимались 8 лет, да, вообще вот тоже всю душу вложили, очень долго не могли закончить, потому что люди такие, ну, пожалуйста, последний раз, последний, о боже, лошадь умерла, ну, придется, да, типа такого, потому что постоянные клиенты, они такие, они привязываются, и дети растут, и они уже никого не могут воспринимать, да, потому что не подходят те развлечения, которые есть, да, и сейчас уже никто даже не занимается таким видом услуг, да, потому что это действительно сложно. Это действительно сложно организовать. Профессора Николя ты параллельно с работой делала? Да, это параллельно. Я всегда что-то делала, оказывается. Или я детей рожала, или я Николя занималась, или я вот бегала, туры делала, да. То есть у меня не было такого, что я постоянно... Затишье, что-то одно. Да. Это скучно для меня. У меня очень много энергии, видимо, но с возрастом, конечно, его убавляется. Ну вот, почему я закрываю проект «Сила окружения». Во-первых, я уже, как сказать, полностью удовлетворила свою потребность в этом, да. Я очень много ездила, мне же самой надо ездить, да, я очень много общаюсь, у меня уже очень большое окружение, и каждый раз я сама обучаюсь. Да, и сейчас я уже тот специалист, который видел очень много запросов девочек, да, как они это решали, как это им помогло в жизни, да, и я сама стала за это время коучем, да, наставником стала, и я могу вот с группой работать, да, чувствую групповую динамику, да, я обрела такой бесценный опыт, и я поняла, что дальше уже это будет просто работа, да, это будет вот просто там зарабатывание денег, и тогда это не будет с душой, я могу это делегировать, а когда ты делегируешь, это уже становится таким финансовым проектом, да. И еще вторая самая главная причина, то, что мы ожидаем 4-го. Вообще супер. И это как будто бы логическое завершение, да, того, что один ребенок вырос, встал на ноги, дал все, что нужно, ты ему тоже дала все, что нужно, и следующий ребенок на пути. Вообще круто. И ты же рассказывала то, что по медицинским каким-то показаниям вообще никак не ожидалось. Вообще никак. Что это было? Расскажи, пожалуйста. Мы очень долго планировали. До 35 лет мы с мужем договорились, что хотим обзавестись. Это было, уже лет 10, да, не получалось, а потом мы сказали, все, значит, не судьба, так не судьба, да, еще чуть-чуть продлили, еще снова пытались, Аллах, до конца, да, вот, и спустя 14 лет мы вообще никак не защищались, мы никак там не думали, если там придет, значит нет, да, нет, всегда была надежда, но врачи сказали, что у меня уже по женской моему здоровью приходит упадок, постепенное снижение вот моего там фолликулярного аппарата, да, и у меня было еще такое, что даже мне скорее поставят менопаузу, чем беременность. Настолько вот врачи мне сказали, в твоем возрасте, деточка, это 3% возможности вообще это сделать, да. И мы даже не думали, мы уже давно детям сказали, что нет, мы ждем внука, старшему сыну 20, поэтому это как бы вполне логично, да, и никак не предвещало ничего такого, да. Вот, и вот только в феврале этого года, когда я с гинекологом разговаривала, она меня убедила до конца, что теперь мое женское здоровье будет увядать. Да? То есть я вроде выгляжу здоровой, да, стройной, нормально выгляжу, да, но при этом внутри процессы неминуемо идут к спаду. Естественное старение, циклы, да. Вот, и я очень долго с этим не могла смириться. Я же спортсмен, я же там ПП, да, там здоровый образ жизни, типа, да. Но потом я понимаю, что, это должно наступить, это нормально, хорошо, я принимаю это, и тем более она мне говорит, да, посмотрела результаты моего УЗИ, что, и у мамы было так-то особо небогато, да, с фолликулярным аппаратом, наследственностью, да, что и у меня, естественно же, это тоже. Генетически заложено так. Да, так. Что я природно вообще, вот я молодец, что я 3 родила, что я, оказывается, вовремя это сделала, да, и я должна радоваться. Вот, на этом и закончили. А потом вот вы расстались с врачом? Да, мы расстались с врачом, я уже там приняла ситуацию. Свой цикл приняла, что он может меняться, да, где-то там уменьшаться.
для женщины это немножко такая же новость, да, болезненная. Если ты тем более вот 40 лет, и ты думаешь, жизнь только начинается, я полна жизни, да. И вот это узнавать, вот немножко было болезненно, да, я некоторое время горевала, потом это приняла, отпустила. И тебе такая новость. В сентябре месяце мы съездили, отметили 20-летие, мы были на Ленских столбах, там очень есть красивая база отдыха Лена Пилларс, и мы там так прямо сыграли свадьбу с мужем 20-летие, да, мы одели там свои красивые свадебные наряды, я пошла в прокат, прямо взяла белое платье, хотя у меня было розовое на свадьбе, да, мне очень хотелось белое одеть, и там очень красивую там охапку там роз муж подарил, мы там прямо заказали ужин с видом на Ленские столбы, было очень романтично, мы танцевали, он мне делал предложение, вот кольцо подарил, круто! Вот, и там зародилась новая жизнь. О котором мы узнали 8 недель. Спустя случайно, да? Спустя случайно, когда я уже вот так лежу и думаю, я заболела. Ничего другого не могла придумать, кроме я заболела, потому что я даже подружкам рассказывала, девочки, я как будто бы беременна, меня тошнит и все дела, но я не беременна. И все знали, что я не могу забеременеть. Вот прошло 14 лет, и уже все там поняли, что от меня этой новости не ожидают, да? И сейчас мы даже еще никому не рассказали, но только самым близким, поэтому... И нашим зрителям. Да, узнаете первыми. Друзья, я к вам с очень интересной информацией. Если вы когда-либо задумывали начать свой бизнес, но никак не решались, либо вы предприниматель, у которого уже есть какие-то действующие проекты, но вам хочется начать что-то новое, попробовать себя в новой нише, тогда слушайте очень внимательно, потому что партнером нашего выпуска YouTube-канала, партнером этого интересного диалога является биржа готовых бизнесов Якутска. То есть специальная биржа, где работающие, действующие бизнесы Якутска можно приобрести у действующих владельцев. Рассказываю очень кратко, что это такое. В прошлом году эта биржа реализовала 17 проектов, то есть 17 работающих и приносящих прибыль своим владельцам бизнесов были проданы новым хозяевам, новым предпринимателям. Я сама лично удостоверилась, насколько эта история оказалась успешной. И вы представляете, все 17 бизнесов на сегодняшний день работают. Более того, они развиваются, растут в показателях и очень удачно ведут, продолжают приобретенное свое дело. И если вам кажется, что лучше учиться не на своем опыте, а перенять опыт уже другого человека, лучше не тратить баснословные деньги на то, чтобы начать свое дело, пробовать, тестировать и на каждом этапе терять свою энергию, время и деньги, оптимизировать эти расходы, то вам следует обратить свое внимание на эту биржу готовых бизнесов, которые на сегодняшний день выставлены в Якутске на продажу. Что получает владелец, что получает покупатель, который станет владельцем какого-либо бизнеса, который выставлен на продажу? Он получает весь опыт владельца, то есть владелец его под ручку ведет по всем этапам производства, по всем этапам продаж, по всем этапам заключения сделок, раскрывает все подробные подводные камни, дает свои ресурсы, а это значит свою базу покупателей, своих поставщиков, всю необходимую информацию, и более того, он будет вас сопровождать, отвечать на все возникающие по ходу дела вопросы. Вы получаете весь отчет за этот год, за прошлый год, о всех процессах, которые есть у данной компании. Например, сейчас выставлен на продажу премиальный магазин цветов, несколько видов разных магазинов, доставка еды, доставка готовой продукции и очень много разных видов бизнесов. Поэтому, если вам интересно, я внизу под этим видео оставлю ссылку на телеграм-канал, где вы можете подробнее ознакомиться, какие же бизнесы выставлены на продажу. Желающих будут специальные менеджера отбирать, приглашать на индивидуальные встречи, где вы уже можете задавать подробные вопросы, знакомиться с отчетами и решать, какой же бизнес вам сейчас приобретать, чтобы получать прибыль, доходы, расти. Далее мы
Продолжаем смотреть наше интервью. Вот я слежу за сюжетной линией твоей жизни, да, и получается, что когда ты бросила вызов себе, как-то вот преодолев все вот эти стабильности, плюшки и от мозга зону комфорта ты преодолела, вышла и сказала, вот я это могу, я то могу, и просто ты как бы в один момент поддаешься течению жизни и просто говоришь «да» приходящим предложениям, да, ну то есть насильно себя заставила спорт в какой-то момент взяться, а потом «да, я буду тренировать», «да, я возьмусь за это», «да, я возьмусь за то», и даже вот твой организм, идя наперекор вот всем показателям медицинским, дает тебе такой подарок. Да. Ну это же вообще... Да, это как будто вот окончание периода, да, когда было очень много преодоления, трудностей, сложных каких-то... вот я очень много... Вот из-за того, что у меня такой мозг, который привык терпеть, да, и искать трудные пути, он у меня очень много чего усложнял. Да? Ты это нашла в себе, обнаружила. Да. И я это в себе обнаружила, что вот то, что можно было просто сделать, мне надо сделать идеально. Да, это очень много сил требует, да, и это потом как бы не окупается, да, никак, и потом выгорание наступает. Это у меня было с клиентами, да. Я очень много отдавала, я составляла такие программы, где моя вовлеченность вообще там 500%, да, и потом я еще хотите, еще что-то давала, да, еще какая-нибудь практика, да, и они уже там наелись, окей, все, ничего не надо, да, и только тогда я останавливалась, как будто, да, мне казалось, что эти деньги, они должны окупить, типа, во много раз, как будто, да, был такой вот чувство того, что я очень много должна. Да. Кстати, я вот наблюдаю, что, может, я ошибаюсь, может, у тебя есть тоже такое наблюдение, вот брать деньги за свои услуги, это, ну, в принципе, сложно вообще начинать. Да. Но сахаларга у якутов, да, это, мне кажется, вдвойне сложно. То есть мы как бы такая душа нараспашку, и вдруг нам надо брать, ну, определенную сумму, установленную нами, и говорить, я это тебе дам только когда ты мне заплатишь. Но это нормальный процесс экономический, обмена, да? Да. Ты ощущала в себе вот эту помеху с деньгами? Да. Что с этим сделала? Как это было? Что чувствовала? Я не знаю, как это происходило вот постепенно, да, но это было постепенно. Мы же за Николя брали деньги, да? И мы там все по договору. За Николя брали деньги. Да, за Николя брали деньги, да, то есть оказывали, мы были там индивидуальный предприниматель, да, ООшка, точнее, у нас была, да, и мы там договоры заключали, квитанции, все дела, да, оплаты, счета. Все официально, да. Все официально, мы же франшизой были, мы отчитывались, да, и это как будто бы, ну, в тот момент такой услуги дорогой не было в городе, да, там она могла стоить 7 тысяч, да, например, за час, за 1,5 часа, вот, и тогда мне немножко оно вот ну тогда безболезненно немного началось, вынужденно, скажем так, да? Сломалась. Нет, вот у меня вообще связь. В детстве было, у меня же папа был предпринимателем. Ну он был простым человеком, сварщик, сантехник, да, но он постепенно стал предпринимателем, потому что у него мышление такое было, хотя он в найме все время работал, и он параллельно делал, а потом ушел на себя, магазин был и так далее, и я всегда знала, что денег в мире много. Надо только такие услуги оказывать, которые востребованы, да. И вот потом я начала турами же заниматься, вот, и в этом отношении нужен наставник, да. У меня очень хорошим наставником в этом плане была Наташа Банами, которая сказала: Люба, не надо делать дешевые туры и умирать. Ты их потом не будешь делать. Вот ты сейчас поставишь 30-40 тысяч, надо это тебе будет, но ты пару раз проведешь, и все, ты упахаешься, ты никакого удовлетворения не получишь. После тура она умерла, да. Да, она все это, потому что я очень много отдаю, я вообще вот маньяк в этом плане. Ну я же говорю, вот это из того исходит, что нам как бы стыдно брать деньги, а если мы взяли, ну так уж отрабатывай 7 лет, типа такого, да. И вот она мне вот хотя бы в этом плане настроила мой мозг на то, что моя услуга не может стоить дешево. При том качестве и при том уровне, который я хочу сделать, да, она не может стоить недорого. Вот. И поехали девочки, которые действительно готовы были оплатить, а это стоило 70 тысяч за 7 дней. Но это 3 года назад, ну, достаточно большие деньги были. А сейчас сколько стоит? Сейчас может стоить до 150, да, например, Камчатка, Бали, вот такие вот страны дорогие, да.
Вот, потом наступило, что я сама стала, да, таким человеком, который берет за свои услуги деньги, да, то есть я фрилансер, я оказываю коучинговые услуги, и вот в коучинге нас этому тоже учили, там психологическую сторону тоже отрабатывали, да, но я все время работала с наставником, то есть не было такого, что я сама шла когда-то. Вначале в беге у меня был наставник, вот мой тренер, я сказала, да, он мне перепрошивал мой мозг тоже. Да. Я сама бы не справилась, нет, конечно. Сейчас я это помогаю делать своим подопечным, да. Я коучу их параллельно тренирую, и это такой вот дабл, синтез, да. Вот. И потом, когда я коучингом начала заниматься, у меня тоже был наставник, который мне говорил: Люба, вот создай такую программу, и она примерно столько-то может стоить. Такая, что? Столько денег у людей брать, кошмар, что с этой тревогой делать, да надо много отдать, детство кормить, да. То есть я еще летом создала программу, которая стоит 100 тысяч, энергия на 8 баллов, да, называется, она идет 5 недель, и я так много туда времени вовлекала своего, да, так много сил, вообще столько всего вложила, я такая подумала: боже, не хочу делать за 100 тысяч, пожалуйста, буду делать маленькие. Лучше дешевле, но быстро и легко, короче, да. Но это же искажение мозга нашего. Да, это мое ограничение, да, когда я думаю, что человек как будто бы, ну он же знал, что покупает, да, а я стараюсь еще больше, да, типа предвосхищая, знаешь, я еще больше могу, типа. И что ты с этим делаешь? Да, и с этим я постоянно работаю. Как? Я же как бы специалист, который недавно в этой инфобизнесе, да, в этой сфере, и мне трудно вот как-то вот все свои ограничения за раз снять, да, а они там приходят и приходят. Я работала тем более в найме с определенной зарплатой, да, и мне что-то там заявлять и как-то потом за это не тревожиться очень сложно, да, то есть нужна определенная все равно вот психологическая подготовка, да? Ну как ты отрабатываешь? Один пример, там какой-то инструмент нужно. Инструмент, да, ты например, сейчас нас смотрят девушки, женщины, которые тоже хотят параллельно либо что-то делать, либо у них они уже на фрилансе, но у них сложности с этим. Да. Как быть? Вот, это очень классный вопрос, да, потому что я это делала с наставником, и сейчас сама наставник, да, и сама этому помогаю делать девочкам, да. Приходят девочки, которые только ушли во фриланс, да, с найма, и они вообще не знают, кучу обучений прошли и не знают, на чем сфокусироваться, во-первых, да, а потом сколько брать, да, они ставят слишком маленькую цену, за которую они действительно тоже лошадь умрет и не встанет, и просто они обратно уйдут в найм, да, и вот в этом отношении нужен человек, который зарабатывает больше. Такой наставник, если я, например, зарабатываю там, не знаю, 100 тысяч, да, наставник должен зарабатывать уже 1 миллион. Да, то есть у него такое мышление должно быть, которое тебя продвигает, да, это коуч или психолог, и у меня есть всегда такие люди, которые вот... На которых ты ориентируешься, и они тебе вот эти и у меня преграды снимают. Да, и у меня есть еще своя программа работы с деньгами, да, вот практикум называется «Денежное мышление», да, где я через подсознание помогаю увидеть, где есть установки, где вот вообще вот, если это стол, да, твое убеждение, да, твое ограничение, да, где его ножки зарыты, да, потому что многие снимают, пока ножки не найдем, да, бесполезно. Поменяли стол или там его чуть-чуть там преобразовали и думают, все в порядке, да, а потом снова что-то случается, они вскрываются, да, пока глубинные причины мы не найдем, а у меня причина была в том, что деньги приносят несчастье, потому что отец много зарабатывал, мы были, очень хорошо жили, обеспечены, никогда у нас дефолта не было, мы не ощущали таких вещей, да, внешнеэкономических каких-то ситуаций. Потом его в 39 лет не стало, и я это связала с деньгами, да, что в семье начались проблемы именно из-за денег, да, и у отца случился инфаркт именно из-за денег. И вот это у меня вот это вот сидела очень глубинная причина, которая помогала. То есть ты смерть отца взаимосвязала с деньгами? Деньги — это смерть у меня в конкретном моем случае. То есть причины могут
связки таится разные. очень глубоко, очень глубоко, и человек сам не может это определить. Только с помощью техник, через которые я сама вот нашла, а это вот через коучинг, к примеру, да. И вот мы давай плавно перейдем к теме коучинга. Вообще профессия коуча, она, одна из самых молодых, скажем так, да, в 20-м столетии, в 70-х годах она появилась, и, само слово коуч, оказывается, я вот поинтересовалась, вот возникла даже слово кучер там приводит перевозка. в пример, перевозка из точки А в точку Б, да. просто помогает тебе перейти. Да. Вот, что это за профессия? И я всегда вот задумывалась так: есть коуч, есть психолог, и тот, и другой помогают, и тот, и другой там преодолевать, помогают трудности, какие-то личностные проблемы, да? В чем разница? Да, Коуч, вот вначале психолог. расскажу, что такое установки, да, как это можно у себя проследить. Да. Я очень часто замечаю, что когда приходят люди старше 40 лет, я сама, мне 41, да, вот у нас очень много советского мышления. Очень много ограничений, как правильно, как неправильно, как хорошая девочка Сиди делать, смирно, как плохая. не рыпайся. Да, тише едешь, дальше будешь и так далее, да. И эти установки заложены нашей страной, например, да, нашей семьей, нашей национальностью, да, и нашими родителями. Вот, и их больше, 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 и ты делаешь уже меньше, меньше, меньше. Да? То, что ты себе позволяешь, то, что ты себе разрешаешь, становится очень маленьким. Да? Я на себе это вот ощущаю очень сильно, даже по тем клиентам, которые приходят. Да? Вот после 40 лет с людьми работать приходится дольше, да, чем 30-летние, которые приходят, и они гораздо быстрее все это воспринимают, гораздо быстрее работа дается, и они гораздо быстрее идут к результату. Да? А когда 50-летние, это еще дольше. И это надо понимать и принимать. Просто вот у нас уже данность психики такая, что мы очень зашорены вот этим внешним, да, и надо, чтобы дойти до ядра, до своего ядра, да, нужно больше времени понадобится, да, и это нормально, поэтому я как бы работаю и с людьми, которые старше меня, и моего возраста, и помоложе, и вообще, что такое коучинг, да, вот как ты правильно сказала, раньше это были перевозки из одного пункта в другой, да, а потом это превратилось в спортивный коучинг. Да, со спорта же началось, да, кстати. Да, спортсмена, вот как заметили, да, что продвигает. Не то, что ему говорят делать. Вот, слушай, я думаю, что вот так ты сделаешь, и тогда у тебя придет там правильный удар, да, и тогда будет результат, успех и так далее, да. Нет, а когда у самих начали спрашивать, а как ты думаешь, вот когда сейчас у тебя удар получился, да, что поспособствовало? Да, как ты именно, что тебе сейчас это помогло сделать, да, какая там мысль, не знаю, тебя продвинула, какая поза, да, и он начинает сам отвечать, да, оказывается, я в этот момент стал как-то там полоборота, именно руку там на столько-то градусов поднял, да, это было с теннисом именно связано, да, Тимоти Голви придумал, да, и тогда поняли, что вот этот вот, когда происходят сильные вопросы, да, когда человек задает спортсмену, он сам готов выдать ответ и, пользуясь этим ответом, делает результат. Да, то есть это вообще в обиходе было у спортсменов, да, а сейчас, а потом стали пользоваться уже повсеместно. В Америке там с 80-х годов уже везде коучинг, они уже без коуча ничего не могут, мне кажется, да, везде, в любом вопросе, где-то они застряли, застопорились, они идут коуч, быстро решают и дальше идут, да, а у нас это новое направление, поэтому люди не понимают, кто такой коуч, они знают, что такое психолог, потому что это из древней профессии. А в чем разница? Давай объясним тоже. Что... Разница в чем? Если психолог разбирается с ошибками прошлого, да, есть точка вот настоящего, точка прошлого и точка будущего, да, коуч, он всегда нацелен на будущее результаты, это про цели, я хочу про вот задачи, это. Да, если я хочу дойти до точки Б, если опять говорить про точку, да, что мне нужно сделать, какие шаги предпринять, да, и если что-то стопорит, человек придет, например, вот я не знаю, какой-то у меня застой, да, коуч спросит, а что было бы, если бы не было бы этого застоя вместо него, да, что бы появилось в твоей жизни, что бы изменилось в твоей жизни, как бы в целом повлияло бы это на твою жизнь,
да, и он начинает визуализировать, он создает картину будущего, он уже там, он уже представляет, как живет, да, он уже представляет все возможности, которые у него появились, да, и он понимает, что это всего лишь ограничение. Да? А если он идет к психологу, тут начинает разбираться, да, а когда это началось, да, а как часто это происходит, этот застой, да, а в какие моменты, а что запускает этот процесс, да, а как ты ощущаешь, что ты вот в застое находишься и так далее, то есть разбирает глубинные причины. А кому идти лучше, к психологу или к коучу? Если что касается целей, то это коучу. Если ты хочешь, вот ты считаешь, что ты застопорился, или ты хочешь перейти на следующий этап, или что-то изменить в своей жизни, да, чувствуешь кризис, это коучу. Если ты понимаешь, что что-то тебя очень сильно тормозит и расстраивает, да, какие-то обиды, которые ты никак не можешь преодолеть, да, какие-то вот ситуации, которые повторяются каждый раз, да, то тогда лучше к психологу. Но я сейчас, чтобы понять глубинные причины своих клиентов, будучи коучем 2 раза сертифицированным в международной сертификации, да, я пошла обучаться на психолога. Это базовое образование, которое я прохожу в течение 1,5 лет, вот уже там у нас год прошел, да, и у меня будет диплом психолога, базовое образование, но это будет общее, да, потом уже можно будет как-то вот узкое направление, да, выбрать, потому что я сейчас еще в институте психологии и МАТОН обучилась на интегративный метод, называется, да, внутренний ребенок взрослого человека. И это очень интересная тема, которую я сейчас активно применяю в работе с клиентами, потому что у нас у всех есть внутренний ребенок, как вы знаете, да, есть внутренний родитель, внутренний взрослый, который принимает решения, да, и все это должно быть целостно, да, частью общего, да, кто-то То что-то есть не обрывочно. отвергает. Тут с ребенком поработали, там с проблемой да. с мамой, папой, да, тут финансы. Мама, папа, все, семейная система, да, это тоже система, да, и когда в системе что-то меняется, например, ребенок вырос, да, он, например, пошел в школу, или он перешел там к подростковому периоду, да, или он вообще уехал, да, в системе уже изменения произошли, и система должна меняться. Да, и мы личностно тоже сами меняемся, и тогда система опять должна меняться. То есть это либо развитие, да, либо вот это 2 закона работают, либо закон сохранения, либо закон развития. Если мы постоянно хотим находиться в законе сохранения, ничего не меняя, вот тогда вот наступают очень сильные кризисы, да, потому что мы какие-то уроки должны в жизни извлечь, понять и идти дальше. То есть в системе должна быть в меру динамика тоже. Обязательно, обязательно. Движение — это жизнь, не зря сказано, да? Да. Окей. То есть ты коуч. А что ты можешь сказать о тех людях, которые тебя обучили этому? То есть кто твои наставники, тренера вот в этом? В школах, где ты обучилась? Да, вот к выбору школы тоже надо отнестись основательно, это очень важно. Я доверилась вначале онлайн-школе Евгении Немковой, это международная школа, да, там получила очень много инструментов, там прямо инструментарий очень широкий, да, потом я не знала, как с ними работать более на глубоком уровне, да, то есть это когда ты, ну, не знаю, там, допустим, токарь, и у тебя очень много инструментов, но ты вроде с ними умеешь пользоваться, да, а как потом их применять не знаешь. Ну вот именно к чему применять, как применять, да. И я пошла дальше обучаться, выбрала школу 5 призм, это тоже международная школа, да, я слышала. Да, и там я получила глубину. Именно как фокусироваться на клиенте, как создавать атмосферу доверия, да, как вот создавать пространство безопасности, да, как находить подход. Вот это самое первое, чему должен учиться коуч. А потом уже инструментарий и так далее, наращивать, чтобы было уже из чего там выбирать, да. И поэтому я считаю, что у меня очень хорошие школы, и я постоянно обучаюсь. Вот, кстати, на практикующего психолога я тоже пошла в школу 5 призм, потому что я им доверяю, я доверяю их методике, их способам обучения. А кто твои клиенты сейчас? Можешь характеризовать их аватар, да, такой вот характеристику? И с какими запросами к тебе можно прийти?
Ну, сейчас, поскольку я себя позиционирую как коуч по отношениям, ко мне часто приходят по поводу отношений с партнером, да, с подростками. Вот я очень долго выстраивала со своими подростками доверие и считаю, что это очень важная тема в семье, потому что мы считаем, что дети выросли, и им уже нужно меньше внимания, что у них собственная территория, и они могут закрыться, и мы можем жить своей жизнью. Позволять им это делать, короче, да, в определенный момент. Мы считаем, что они уже достаточно большие, свободные, и не нужно столько вкладывать своего внимания, заботы, да. Но нет, здесь очень важный период как раз происходит, да, закладывание и идентификации личности человека, да, ребенка, и тут важна поддержка, да. Вот в этом направлении я работаю с самооценкой, то есть очень часто приходят с выбором направлений, да, я не знаю, что мне делать, я хочу уйти, но не знаю, как уйти или не уйти, да, или на работе они сидят и говорят, кажется, это уже не мое, да, кажется, я переросла, кажется, я достигла потолка, я не знаю, у меня какой-то застой, да, вот с такими запросами часто приходят. Еще популярный запрос: у меня хаос, вот. У меня в жизни хаос. То есть у человека мыслей, даже запроса нет. Да. Он что-то хочет, запроса. И непонятно что, помогите мне. Запрос — это вообще такое слово пугающее. Да. У тебя есть запрос? Какой у тебя запрос? И сразу все закрыто. Да, человек уже закрывается, потому что определить запрос — это вообще может занять половину сессии. Это самое главное. Да, определить запрос, после определения запроса идет контрактование, то есть мы определяем результат, который хочет получить клиент, да, определяем критерии, потому как он поймет, что он пришел к этому результату, да, и это, считай, уже половина работы, да, потом прийти к результату — это очень нетрудно. Да? Потому что все коуч исходит из того, что все ресурсы у клиента есть, да? Есть все решения, все ответы внутри него тоже. Да, то есть клиент знает, как для него лучше, клиент знает, куда ему лучше двигаться, клиент знает, когда ему это делать и так далее. Все он знает. А некоторые думают, что вот я приду к коучу, и он мне расскажет, как и что делать. Вот. И тут путают немножко с наставником. Это наставник может наставлять, говорить готовые ответы и так далее, советовать. Коуч не имеет права давать советы, он не имеет права свое суждение предлагать, да? Какое-то там видение жизни научить. Да? Тут полная нейтральность. Так, интересно. Да, нейтральная позиция. Что это значит? Да? Когда я никак не вовлекаюсь в твою ситуацию, да, я все слышу, но могу вернуть как честное зеркало, что я вижу, да, абсолютно как человек, который сторонний наблюдатель, да, даже есть одна техника, называется муха на стекле, да, вот муха, она без эмоций, да, оно может стоять на стекле и просто слушать, да, слушать и видеть, и что он слушает и видит, он воспроизводит. То есть там нет эмоционального окраса, нет никаких там каких-то добавочных вот своих суждений. Да. А ведь, прости, я тебя перебью, а ведь человеку, который вот в какую-то сложную ситуацию попал, ну неважно, это отношения с мужем, с партнером, либо что-то в бизнесе, да, на работе, он же постоянно требует этого эмоционального вовлечения от тебя. Вот подружки обычно как общаются, да? Один там обвиняет своего партнера, а второй поддерживает его в этом. Но он козел, короче, вот ты святая, да? А он же требует этого. И что ты с этим делаешь? То есть ты как-то... То есть тут уже разграничение ответственности, да, идет с самого начала. Разграничение ответственности — это первая стадия, да. Я клиенту объясняю первое, что это. Это позиция взрослый-взрослый, да, то есть мы общаемся, вот есть такие горизонтальные отношения, есть вертикальные, да, вертикальные — это когда я сверху или я снизу, или я все правильно знаю, как должно быть, да, или я, наоборот, ничего не знаю, да, а горизонтальные отношения, взрослый-взрослый, да, это когда мы на равных. Да? Я отвечаю за свои инструменты, за пространство доверия, за свой профессионализм, да? Ты отвечаешь за свою вовлеченность, свою честность, открытость. И все. Вот эта обоюдная ответственность. Я не отвечаю за результаты. За результаты отвечает тоже клиент. То есть насколько он будет вовлечен, от этого будет зависеть результат. Насколько он будет открыт, от этого будет его продвижение зависеть.
да, насколько он быстрее придет к результату. Это очень важно. Первое, вот устанавливается доверие и обговаривается ответственность на обоих сторон. И клиент при этом сам это определяет, да? Да. Ольга, добрый день. Добрый день. Мы с тобой пересекаемся регулярно, Да. но мы не совсем незнакомые люди, да? И ты являешься человеком, ну, в руководящем посте. Пост у тебя руководящий. Сколько человек у тебя в подчинении? 36. Ага. Ну, вся республика, отделение плюс головной офис, да? Да. Не будем сейчас говорить, что это за компания, но Да. компания, которая занимается в сфере финансов. Я Да. к тому, что ты не линейный персонал, ты не домохозяйка, вот человек, который уже с определенным опытом за плечами, да, хотя ничей опыт, конечно же, мы не обесцениваем, но имеет такой богатый опыт и в руководящих постах, и множество у вас обучений постоянно проходит, насколько я знаю. Почему вдруг ты решила, что тебе нужна помощь коуча? Вообще зачем это? Ну, я обратилась к коучу в октябре прошлого года, получается. Я тогда почувствовала, что я нахожусь не там, где нужно, что уже вот точка предела развития, уже все уже сделано. В смысле, да? У меня был такой переломный момент, и я подумала, что я потеряла себя. Да ты что? Ага. Нет, если ты теряешь себя, то мы куда? Вот. Так, Я потеряла себя, и это был такой, период, момент, когда нужно было вот переосмыслить, подумать, наверное, еще раз сильнее покопаться в себе и понять, что нужно делать дальше. И на тот момент я нашла человека, который поможет мне. Это Люба. Она делает коуч-туры. И я захотела поехать с ней в коуч-тур, и мы с ней поговорили по поводу коуч-тура, который был в ноябре. И она мне рассказала, что она еще и коуч вообще вот человека, наставник, да, и меня это как-то зацепило, потому что у меня вот внутри вот все бушевало, все сломалось, такая думаю, куда, как, что делать дальше, да. Да, и при этом у тебя, внешне никаких признаков, да, ты как бы карьеру построила, как я уже сказала, руководящий пост, да. Вот, и я такая, Странно. возможно, я не то что испугалась, да, а то, что мне захотелось понять, куда мне дальше идти. Именно с таким запросом я обратилась к Любе, и мы с Любой работаем, вот у нас последняя сессия осталась, и вот все это время у меня выскакивали какие-то травмы по жизни, которые были, и они мне начали мешать. И вот благодаря проработке с Любой оно как-то потихоньку исчезло, и я увидела, что, оказывается, я не в конце тоннеля, а в начале пути. Вот, и нужно было проработать именно вместе с ней, чтобы понять, куда дальше идти. То есть во временных рамках давайте определим, сколько это. С октября вы начали? С октября начали, октябрь, ноябрь, декабрь. Только 3 месяца. Да. Ага. И какой результат ты ощущаешь на себе? Вот бывает такое, что вот человек идет, и у него вот в голове очень много разных мыслей. Вот эти мысли куда-то делись, я не знаю, куда они делись, их нету. Голоса в голове, которые постоянно мешают, которые туда, постоянно сюда. Сделать так или делать так, вот это вот нету. Я стала находиться здесь и сейчас. Всегда вот куда-то вот улетала, с мыслями куда-то улетала, и они исчезли, и сейчас я вот рационально думаю, вот конкретно принимаю решение. Перед тем, как принять решение, я научилась анализировать. Я раньше это как-то пропускала, я анализ делала, но я его пропускала. А сейчас я осознанно сижу, анализирую, планирую неделю очень конкретно, и при этом не забывая про себя. Раньше я всегда забывала о себе. Я всегда думала, мне нужно кому-то помочь, мне нужно что-то сделать. Короче, все делала, все мимо себя. А тут получается основной фокус на себе. И это очень прекрасно, когда вот человек, особенно женщина, да, вот больше 35 лет, она вот понимает, что нужно вот понимать и принимать себя такой, какая она есть. Вот для этого мне нужна была помощь Любы. То есть сейчас вы завершаете некий такой уже путь, скажем так, да? Да, завершаем. Пакет услуг давайте уже определим конкретно. Вот, с точки А начали, в точку Б пришли, и потом уже завершаете, да? Два разных человека, мы это уже сказали, классный результат. И какими методами она тебе помогла? Вот что ты в пример можешь привести? Несколько, может быть, инструментов, каких-то примеров. Мы очень много писали.
Письма писали. Да? Вручную вот так вот Да? писали, да. Ага. Разные письма писали. И эти письма были обращены к себе, ну, как будто вот кто-то тебе говорит эти слова. Ну, вот у меня, ну, например, у меня нет такого человека, который бы мне говорил, да, этих слов. Оказался человек внутри меня. И я вот от имени этого человека писала себе письма. То есть они какого содержания были? Хвалебные, где-то критика или что Нет, это? критики не было. Даже если это было письмо обиде, то она, оказывается, возникает для того, чтобы ты осознал, что она для чего пришла. Почему она с тобой. И вот от обиды и к обиде, вот это вот вообще вот такая, вау, что за магия. Такое осознание, вот так вот человек, мозг вот так переворачивается просто, и ты вот начинаешь принимать себя такой, какая ты есть. Ага. Потом вот последнее письмо было тоже такое вот чукурушное такое письмо, прямо, оно прямо содержало таких слова, которые вот нужно вот каждому человеку слышать. Если этого человека рядом нет, то нужно говорить это себе, самой себе, перед зеркалом, возможно, вот письмом. Ну вот мне приходит, когда я пишу письмо. Руками, когда я пишу, я это вижу, и такая, о, такая тепло, так тепло становится. Ага. А вот было ли это для тебя эмоционально сложно? Какие-то, может быть... Я каждую сессию плакала. Да? Я только в последнюю сессию не плакала, я в последнюю сессию была такая настолько радостная, что я такая, Люба, что ты со мной сотворила? Я каждую сессию плакала. Я не знаю, что происходило, но я каждую сессию плакала. А окружающие, близкие твои это ощущают как-то? Может быть, обратную связь какую-то дают подруги, друзья, коллеги? Ну, или... Друзья, коллеги, ну, в основном это коллеги и дети, ага. Я ограничиваю себя вот коллегами и детьми, и семьей, да, и коллеги видят то, что, ну, я осознаю, что они вот видят во мне уже настоящего своего руководителя, наверное, они раньше на меня даже не смотрели, ну, как-то вот так вот, а тут прямо вот так сидят, и мне вот так вот рассказывают, что, какие планы, как, что, я такая думаю, что это произошло, ну, видимо, я изменилась. Ага. Ну, то есть они, чувствуя в тебе вот эту вот глубинную работу с собой... Они почувствовали, наверное, то, что у меня вот стержень появился внутренний. Он у меня был, но он у меня потерялся, потом вот опять появился, и, возможно, сейчас уже не потеряется. И они это вот увидели во мне, что вот, оказывается, со мной можно вот идти рука об руку. И я в них тоже видела то, что с ними можно идти рука об руку дальше, вперед на развитие всей республики, как говорится. Да. А вот, допустим, внутренние изменения, я понимаю, да, я чувствую, что внутренние изменения для человека, они просто очевидны. Ты не можешь их отрицать, даже если ты там великий скептик, даже если у тебя там какой-то суперкритичный человек, если внутренние изменения пошли, ты это в себе четко ощущаешь, уже ловишь, чуть ли не с завтрашнего дня. А вот внешние какие-то обстоятельства, ситуации, вот из материального мира, как-то это проявилось или... Проявилось, наверное, конечно. Рано, да? Я такая думаю, мне нужно... А я же всегда думаю про детей, да, вот у меня дети, у меня двое детей, дочка, сын, я только про них и думаю, а потом уже родители, там, братья, сестры и так далее. Себя даже в очереди вообще нету там, негде ставить. Нигде. А тут я первая, я захотела, я пошла, купила себе шубу. Просто вот пошла и купила себе шубу. А раньше? А раньше я не могла себе этого позволить. Почему? Не знаю, мысленно я себе не разрешала этого. Я ждала, когда придет какой-то волшебный человек и подарит мне шубу, там что-нибудь еще такая. Даже киндер себе я не разрешала. А тут я такая, киндер захотела, киндер купила, да. А тут, ну, как бы взрослый человек, при чем тут киндер? Киндер же для детей. Да. Тут такая, нет, я себе разрешу киндер покуплю, такая киндер покупаю, такая, да, хорошо. Мелочь, но очень приятно, да. Прикольно. Надо вот слушать себя, оказывается. А я всегда никогда не слушала себя. Всегда вот кто-то вот говорит, иди туда, я иду туда, да, сделай это, я иду, делаю это, а вот про себя никогда не знаю. Да, с тобой я в этом смысле согласна, потому что общество налагает огромное количество обязательств. С детского садика мы обязаны ходить в детский сад, со школы мы обязаны домашку делать, с родителями быть хорошей дочкой, а дальше уже по накатанной, да, это хорошая жена, хорошая мама должна. Сценарий такой же был, да. Да, и это просто печально. А вот, окей, ты проработала, большой груз с плеч как будто бы упал, да, ты прям, я чувствую в тебе вот эту легкость. И дальше что? Что у тебя появляется перед собой? Какая-то стратегия на год или что ты намерена с этим дальше делать? Ну, дальше, скорее всего,
Но дальше надо запланировать год, чтобы он был максимально полезный, максимально радостный, а потом вот это вот из-за того, что из этой серии, да, вот когда вот мы подводили итоги года, оказывается, у меня очень яркая жизнь, которая такая, думаю, что за жизнь, да? Оказывается, нет, наверное, человека, который каждый месяц ходит на концерт, а я каждый месяц хожу на концерт. Я это только потом увидела, вот когда вот мы с Любой подводили итоги, да, итоги года. Оказалось, что у меня очень яркая жизнь, хочу, чтобы этот год тоже был таким же ярким, с новой версией себя, чтобы это было уверенно как-то, и чтобы и материально, и духовно все было в балансе. Как хорошо. Пусть будет так, пусть вот это состояние твое, вот этот стержень, который ты прям еще в себе сильнее нащупала, да, и не только в плане работы семьи, но еще в плане себя самой. Я нашла себя. Да, пусть это не расплескается. Вот этого я хочу тебе пожелать. Спасибо. И спасибо за то, что ты согласилась на искренний такой разговор, не побоялась этого. Мне кажется, это качество сильного человека. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласили. А теперь вот такой момент. Вот я приведу аналогию с аптеками, да, аптек становится все больше, а здоровых людей, ну, их не часто увидишь, да, полностью здоровых. У всех можно найти всякие синдромы, при этом аптек больше и больше. Ну, то есть игра идет в какую сторону, непонятно, да, результата как бы нет. И вот подтверждение этому недавно моя одна хорошая знакомая, ну, моя подруга, можно сказать, сходила к психологу из-за, ну, там, семейных проблем в отношениях, допустим, да, сходила, и она пришла с одной проблемой, а психолог ей в ответ находит совершенно другую. Ну, то есть я вот приду к тебе, допустим, с запросом одним, да, а можешь ли ты мне в ответ совершенно другую вытащить? И вот бесконечное вот это вытаскивание проблем с человека, притом не с тем запросом, что он пришел, а совершенно из других сфер, да, это же можно вести бесконечно. Да. Ну, то есть я сейчас не обесцениваю абсолютно никого, просто вот мое субъективное наблюдение. Мы ходим постоянно, вот, отрабатываем свои бесконечные обиды на маму, на папу, на деньги, на что-то, на 5-е, 10-е. И вот кажется, что вот этот круг, он порочный, и он вот бесконечно может идти. Вот какой у тебя на это взгляд, и как вообще ты с этим? Возможно ли у тебя такое, то, что я приду с одним, а вытащишь совершенно там другое? Очень хороший вопрос, тоже очень часто сталкиваюсь с тем, что человек приходит с одним запросом, ну вот, к примеру, говорит, не могу определиться со сферой деятельности, да? А потом, когда начинаем определять результат, который он хочет, да, начинаем определять большую жизненную цель, отделять от запроса на сессию конкретно, да, потому что человек может прийти с чем-то очень большим и думать, что мы это здесь в рамках часа решим, да, а потом, когда мы к этому результату уже четко определяем, запрос может меняться несколько раз, результат тоже изменился, и человек уже идет в работу с этим результатом, с этим запросом, и он к нему же и придет, но только с тем, который он уже четко для себя, поэтому вот стадия определения запроса одна из самых важных. Я несколько раз уточняю, вот сейчас, когда вы проговорили свой запрос, насколько вам откликается, подходит ли на данный момент, вот действительно ли это вас беспокоит больше всего, действительно ли этот результат, который вы поставили, будет для вас наиболее полезен в конце сессии. Действительно ли вы с ним хотите уйти, да? И тут все определяет сам клиент. Я не иду никуда, куда сама веду. Коуч это не может себе тоже позволить. То есть у тебя таких ситуаций, ну, как бы исключено, да? Вы сначала вот именно маршрут. Запросы меняются. Да. Запросы запрос меняются. Может измениться. Да, запрос может измениться. Он может прийти с какой-то обидой, а выйти на то, что ему там, оказывается, мешает какое-то ограничение свое. Да? А он подумал, что это виноват, там, не знаю, дядя Петя. Да? И обижался на него, и не делал, к примеру, да? А у него там свои глубинные причины, из-за которых он это не делал, он это понял и теперь знает, как справиться. И он пойдет и сделает. А когда человек вот очень много всего, хаос, да, действительно, он запутался, постоянно вот мне говорят, у меня столько мыслей, столько мечтаний, и я столько всего хочу, но ничего не делаю. Да? Или говорят, у меня вообще столько, думаю, могу, но сил нет.
Давайте с этими двумя запросами сейчас ответим. Ну, конечно, от человека зависит, да, там ситуация, скажем, наверное, это уникальная, но тем не менее, допустим, я много хочу, но ничего не делаю. Вот с чего мне начать? Например, наши телезрители сейчас увидят то, что да, я тоже много чего хочу, но ничего не делаю. Что им сделать для начала? Да. Вот самокоучинг какой-то, может, лайтовый, да, можно сделать. Да, ну тут важно определить, что именно имеет в виду клиент. Да, много чего хочу, в какой сфере. Да? У нас там, допустим, мы колесо баланса сделаем 8 сфер жизни, да? Определим мне удовлетворенность в каждой, и будет там наименьшая там сфере, там, не знаю, самореализация, да, хочу самореализацию. Ну а как ты видишь, что такое самореализация для тебя? И он начинает говорить, к примеру, ну это для меня там заработок столько-то тысяч, да? Или он скажет, это у меня столько-то там окружения, да, общения. Людям очень не хватает общения, да, мы же очень, достаточно закрытые люди, да, якутяне, и потребности свои мы не понимаем. Да, а когда мы не понимаем, мы не можем их удовлетворить. И тут важно определить, какая потребность, в чем. Да, много хочу, это что? Много денег, много общения, много классных отношений, там, не знаю, много впечатлений, много отдыха. Чего много именно, Хорошо, да, определили. Определили. И дальше уже начинаем определять результат. А как ты поймешь, что ты вот это вот много получил, да? Например, чего много? Что станет для тебя вот результатом, да? Да, что станет результатом. И он говорит, я пойму, что у меня много денег, когда у меня будет финансовая подушка, да, там на 3 месяца, да, когда у меня будет зарплата столько-то тысяч, да, когда у меня будет там доход такой-то, да, и там уже появляется определенный план и стратегия работы. Понимаешь, да? То есть уже человек начинает фокусироваться. И из всего возможного вот этого вот хаоса у него появляется какой-то план. Приоритет поставил, и по нему уже может двигаться. Да. И это очень важно делать, исходя из ценностей человека, да, и исходя из его личных побуждений, мечтаний, да, потому что у каждого оно разное. То есть не идти наперекор его базовым. Это же может быть и вот есть точка от точки убегания, да, к чему-то, да, или от чего-то убегания, да, и если от чего-то убегания, это всегда вот просто в никуда. У меня нету там какого-то направления, какого-то маяка, маршрута, да, а если я иду к чему-то, я понимаю, для чего это мне надо. Да, и тут мы истинность запроса определять начинаем, да, а почему тебе это важно, а для чего, а насколько тебе важно, да, а почему сейчас стало актуально и так далее. То есть это вот то, что человек сам для себя будет говорить, да, потому что у всех, все люди, очень часто я замечаю, что люди додумывают за других. Да, и говорят, а ему это лучше будет делать, а лучше бы он туда бы пошел работать, лучше бы он с детьми сидел там, не знаю, еще что-нибудь, да. А вот как хочет человек, вот в этом надо действительно раскопать и найти вот то ядро его личности, и это вот работа коуча. Понятно. А вообще твоя жизнь настолько вот богата, интересна, да, именно вот этими динамичными событиями, динамичным развитием самого себя. Ты вообще вовремя как-то все у тебя выстраивается, да, и тем не менее давайте мы поговорим о твоем главном помощнике в этом вопросе, вообще в вопросе проживания жизни. Это все-таки твой муж, это твой ближайший партнер, твой ближайший соратник, друг, наверное, да, плечо, потому что я, увидев, как вы переживали кризис вот тех времен еще, когда вы ушли в минус 160 тысяч, да, кстати, и у вас была очень такая жизнь в ограничениях больших, то есть вы детям давали БУ какие-то вещи, да, вынужденно. Кто-то вас там угощал банками варенья, потому что, не так много, наверное, еды было, да? Вот что это была за ситуация? Как ваша семья переживала? И что самое важное, вы как партнеры, наверное, там уже усиление у вас случилось, наверняка, я так понимаю, потому что когда вот препоны преодолеваем, преграды, мы же все-таки сильнее становимся. Кто твой муж? Какой он? Вот как вы преодолеваете вот эти моменты? Мы начнем с того, что мы поженились очень рано. Мы учились. Сколько вам лет? Мне было 21, мужу 22. Ну, мы были еще студентами, поэтому я говорю, еще достаточно дети. Рано. Да, мы сами были дети.
постсоветские дети — это такое поколение, да, оказалось, немножко потерянных людей, Да. которые вот поставили задачу, план максимум — это закончить университет, а дальше что с этим делать, непонятно. Да? И вообще, что мы хотим от жизни, никто нам не задавал, не спрашивал, да. Мы всегда делали по указке, мы всегда ходили внутри каких-то программ. А кто у тебя по профессии? Финансист. То есть у вас такие твердые ниши: инженер-эколог, финансист. Да. Нашли друг друга, так? Нашли друг друга. Мы познакомились в очень тяжелый период в жизни, когда у отца мужа был инсульт. Он достаточно известный человек, и муж очень тяжело переживал. А я недавно сама столкнулась с утратой отца, которого вот в 39 лет не стало, да. Я его очень поняла. Ну и вот мы такие познакомились, люди немножко травмированные, бы я сказала, да, обстоятельствами жизненными, и сами не очень твердо стояли на ногах. Да? У нас не было понимания, как мы будем строить свою жизнь. Просто любовь, там, отношения, вот это вот, и какой-то там дальнейшей стратегии, финансовых каких-то своих видений не было. Да? Потом мы очень быстро родили первого ребенка и жили 2 года отдельно, потому что мы были студентами, муж поехал доучиваться, он был в магистратуре в это время, доканчивал, а потом он приехал, и я уехала доканчивать 5-й курс. И это очень тяжелое время было для меня. То есть вы в Москву? Он в Москве, да, я в Якутске, он в Якутске, я в Москве. Мы вот так 2 года начали семейную жизнь, практически одни, да. Поженились, сразу улетел, я осталась одна, я сама родила. Это был такой очень нелегкий период для меня, потому что это так за нас решили родители. Они посчитали, что мне нужно оставаться в Якутске, да. Вот, а потом приехали в Якутск, начали обзаводиться жильем, устроились на работу. Достаточно, ну, с одним ребенком, в принципе, как бы проблем нет, да. Взяли кредит небольшой, его оплачивали, потом у нас рождается 2-й ребенок. Мы уже вошли в ипотеку, а потом забеременели 3-м. Погодки у нас дочки друг за другом сразу, и в то время никто не рожал 3 детей. Там максимум 2 детей у всех наших друзей, и мы даже не знали, у кого спросить, как вообще живется вам и так далее, да. Было неведение, был кризис на дворе, 2008 год кризис, 2009 год, да. У нас ипотека, у нас огромная квартира 3-комнатная, за которые мы выплачивали, да, и работающий муж, получается. И в это время, да, у нас начались долги, у нас были кредитные карты, которые закрывали другой кредитной картой, мы кое-как успевали ипотеку закрывать, а потом мы вот взяли проект шоу профессора Николя, да, научное шоу, взялись вот в эту франшизу, потом открыли музей занимательных наук, он был, там аренда там 100 с лишним квадратов, 130, по-моему, оплачивали очень много платежей за роялти, паушальный взнос, за аренду, за ипотеку. Это тоже в кредит было? Да. И нет, мы взяли в аренду, мы аренду платили. И Николя закрывала аренду. Мы вообще ненормально выстроили процесс. Как бы один бизнес закрывает долги другого бизнеса, и как бы нуль. В ноль. Мы работали в ноль некоторое время. У нас еще был офис, в котором продавались научные наборы. Да. Ну, очень хорошо все начиналось. Но потом мы вот это вот финансово сами были нестабильные. Да. И вот когда кредитная карта говорила, да, там минус 160, когда мы обнаружили, у нас был шок. Мы не знали, что делать, как закрывать. Помощи ждать не приходилось, потому что у нас родители, ну, достаточно пожилые, да. И тогда вот как раз шоу профессора Николя занялись, да, выкрутились из этой ситуации, встали на ноги, но потом взяли вот музей, да, потом там опять в долги начали залезать, и решили его закрыть. Аренду закрыли, только шоу Николя занимались, и так вот потихоньку вели, и потом Николя тоже закрыли, потому что
мы хотели это делегировать, физически было сложно. У нас была лаборатория, да, своя. Мы обучали молодых людей для того, чтобы они вот показывали разные, а программы там, их больше 10. Да, их нужно, это химия и физика, это очень ответственная работа, да, не так перельешь, не так нальешь, там что угодно может произойти, отравиться там и так далее. И потом актерские способности нужны, потом умение работать с детьми, да, любовь к детям. Все это таскать на себе нужно. Очень часто люди отказывались. Очень часто мы их целый месяц обучали, а потом они уходили. Да? И мы столкнулись с тем, что кроме нас это никто лучше не делает. И мой муж, его зовут Михаил, он занимался один в итоге, все ждали только его. Мы вообще в своей вот категории городов, да, до 300 тысяч всегда были на первом месте по результатам. Да, это вот огромная там компания, в которой там более 50 городов, стран СНГ, и мы там в своей категории всегда первые места занимали. Настолько Михаил был популярен, его даже люди думали, что зовут Николай. Николай, здравствуйте. Николай, здравствуйте, да. И некоторые думали, что... еще Михаил шутил так, настолько много было заказов, да, физической работы, вот этой, да, эмоциональной работы, что он в выходные работал, я в выходные с детьми. Я работаю по будням, он по будням с детьми. Короче, вот так мы сменялись и не встречались даже, да, и вот отношения стали портиться, и дети немножко вот чувствовали вот это напряжение, вот всё, да, напряжение, да, усталость нашу, да, потому что я это делала помимо работы, да. То есть он как мужчина вот не тормозил там процессы, он все время вовлекался и был частью вот этого общего движения такого, да? Ага. А что это за человек, как партнер, как ты его охарактеризуешь? Михаил... Он рос вместе с тобой, получается, да? С твоими трансформациями. Да, он всегда рос, и когда даже вот он увидел, что я ментально меняюсь, да, когда у меня свои кризисы, в отношениях кризис, да, и он некоторое время меня как-то вот тормозил, обвинял, а потом он понял, что я делаю для роста семьи, для роста наших отношений, да, и стал вовлекаться. Он мне начал с турами помогать, он ездил на горнолыжные туры в качестве инструктора по горным лыжам, да, учил девочек, это вот 10 девушек, вы представьте, за 3 дня уже там синей трассы скатывались, да? У него очень классные способности, он умеет ладить с кем угодно, вот с детьми, со взрослыми, еще даже шутил, что все эти дети, которых он учил, вырастут, и он может стать депутатом, все пойдут за него проголосуют. Новое поколение людей. И помимо этого, вот то, что мы занимались продвижением вот лаборатории, да, таких опытов научных, да, наш сын заинтересовался и сам поступил в химико-биологический класс в РИЛИ. Да, и сейчас на химико-технолога обучается в Севастополе. Вообще то есть круто. Я считаю, что мы не только результат есть. Да, своих детей продвигали, да, помогали и заинтересовали, но и многих других, которые тоже увлекались наукой. И эти родители нам очень благодарили и говорили, вот там мой ребенок так-то там развился, так-то заинтересовался, так-то на НПК участвует и так далее. Очень много было видно, поэтому мы долго занимались таких видимых результатов, ощутимых. Мы постоянно получали классные отзывы. Это тоже постоянно подстегивало работать, да. И Михаил говорил, ну, я не могу плохо работать, просто не умею так, типа, или идеально делать, или никак. Ну вот в этом мы немножко достигаторы, да. Поэтому и в этом и выгораем. вы совпали, мне кажется, да? Да. В этом, наверное, мы и совпали. И потом он мне с турами помогал, и всегда поддерживать, и сам начал меняться. Когда вот видел мои изменения, да, трансформации, он понял, что у него очень много затыков, ограничений, которые нам мешают, да, какие-то застарелые обиды, претензии, какие-то периоды мы вообще там не разговаривали с ним, да, и думали, что вот ты виноват, нет ты, да, нет ты. Вот взаимных претензий было много. Мы это преодолевали, и каждый раз он протягивал руку и говорил, я готов меняться. Я готов меняться и готов делать шаг, и я вижу, что ты действительно меняешься, растешь, и я хочу идти с тобой и дальше быть вместе. Как классно.
Ты счастливая женщина. Ну, это не так прям красочно, счастливо, да, это, конечно, через боль, через слезы, через анализ, через какие-то такие ситуации, которые, ну, ранят, да, достаточно сильно, но мы всегда любили друг друга и идем по жизни в одном направлении, и мы об этом помним. Что бы ни случилось, мы идем вместе вот туда, да, туда, потому что хотим. Не из чувства долга. Вот раньше мне казалось, мы, наверное, из чувства долга. Ради детей, ради ипотеки, знаешь. А все-таки твои клиенты, я так поняла, что в основном это женщины. Почему только с женщинами ты решила работать? Вообще, я начала с себя, я же рассказывала, да, что дети мне вот подсветили, да, мою слепую зону, отразили, вернули к реальности того, что я вот занимаюсь всегда другими, да, хотя сама таковой не являюсь. И меня очень немножко пристыдило то, что я кажусь, ей же быть, а не казаться, да, а не бываю, да, сама такой. И вот эта вот мысль меня вот заставила взглянуть на себя со стороны, начать заниматься и так далее. И вот тогда дети тоже начали меняться, знаешь. Я увидела в них перемены из-за того, что я меняюсь, да, потому что я уже перестала так сильно требовать, много контролировать, да, перестала их дергать каждый раз, да, перестала вот у меня высокие требования к себе, контроль и такие же к другим, да? И это в первую очередь ощущают мои дети, да, потому что меня очень строго воспитывали, да, и я это же начинаю повторять, хотя это мне не подходило, да, это неосознанно происходит, это в подсознании уже сидит, и я вижу в них перемены, а потом муж начинает меняться, да. Долгое время я пыталась его починить, исправить, да, думала, так с тобой это что-то не так явно, я же умная, я всегда умная, да, это вот ты немножко недалекий, да, и вот это всегда приводило к конфликтам. Конечно. Да, конечно же, мы оба взрослые люди, естественно, должны были мнение друг друга уважать и друг друга, да, и считаться друг с другом, да, спрашивать, да, как ты, а ты как считаешь и так далее. А вот у меня немножко позиция такая была, да, что я больше знаю, сейчас вас научу, да, и вот каково же было мое разочарование, когда я поняла, что дело во мне. Да, и я начала сама меняться, я многое переосознала, мне было очень неприятно с этим столкнуться, да, когда ты видишь свои, выходишь из иллюзий, видишь реальность. Это же видишь, очень больно. Это больно, это море слез, да, разочарование, да, где-то, это очень сильно ранит, да, но ты понимаешь, что блин, вот оно, да, место, где тебе вот просто нужно работать, да, вот со всеми все в порядке, оказывается, а ты делал не так, да, и ты ранил других этим самым, да, и вот поэтому я работаю с женщинами, потому что когда я поняла, что я работаю ради детей, я же все ради детей делала, да, и проект «Шоу Николя», да, и вот «Сила окружения». Я всегда свое развитие вкладывала в то, что я хочу детям дать самое лучшее, да, типа такого. А вот каково же было мое удивление обнаружить, что я это делала ради себя. Да, ради себя, потому что меняясь, я меняла их, менялся мой мир, менялись мои окружения, я была очень закрытым человеком, да, а потом вот сейчас женщинам, когда я тоже рассказываю, да, вот этот вклад женщины, да, как он отражает, да, как дети это повторяют, как эти сценарии потом из рода в род идут, да, как потом это можно разорвать, да, именно сейчас, вот, когда ты работаешь над этим, да, когда ты вот понимаешь, что вот он, твой затык лежит, и который тебе и передавался, но ты сейчас можешь все это исправить, да, женщины действительно берут ответственность за это, да, оборвать за то, чтобы не передавать. Круг. Да, эти невротические сценарии, эти травмирующие ситуации, да, которые мы проигрываем просто, чтобы быть в тревоге постоянной, да, вот, и как будто есть даже такое понятие тревожный мозг, да, тревожному мозгу небезопасно быть в спокойствии. Если спокойно, это что-то не то. Не то, надо что-то придумать, да, и притянуть. Вот, и поэтому я вот когда именно на такое вот глаза открываю, да, такое они видят со стороны, они меняют свое отношение к этому, они начинают по-другому подходить, и их дети начинают открываться, да, и доверять. В принципе, это как бы мы одного человека меняем, а влияем на всю семью. Это как вот пиксель, поменяли в картинке, преломилась вся картинка, да? Да, это система. Принцип домино. Система же, да? Да. И семейная тоже система. Один элемент системы, один винтик меняется, и вся система начинает уже по-другому работать.
Представляешь? И это такая благородная миссия, я считаю, что мы основа семьи, женщины, да, и мы можем повлиять на благополучие вот нашего вот всего рода, да, дальнейшее вот это вот получение силы со всех наших предков и так далее, да, чтобы у нас уже все это прекратило повторяться. Мне кажется, это вообще очень стоит того, чтобы этим заниматься. Стоит тех усилий, которые нужно долгосрочных. Да. Да, я вообще всегда за долгосрочные перспективы, потому что здесь и сейчас получение денег, выгоды какой-то, да, изменений быстрых, да, особенно, это всегда, ну, такой пузырь. Чревато же, да? Да, это всегда приводит к разочарованию, к попаданию в иллюзии, в какие-то там самопрограммирования и так далее. Профессора Николя ты закрыла, туры «Сила окружения» закрываем. Что тогда ты будешь делать? Чем ты тогда будешь занята? Да, я еще вот не рассказала, почему я это делаю, по какой такой основательной причине, которая меня ведет вперед. Да? Я вижу себя в качестве коуча, который помогает большему количеству людей. Да? Когда я распыляюсь в нескольких проектах, да, а я люблю делать все основательно, да, я понимаю, что я не додаю. Да, и здесь очень сильно страдает моя экспертность. Я когда-то обнаружила, что постоянно переезды, после них акклиматизация, да, вот это вот вхождение в колею, снова настройка, это много сил занимает, это действительно трудно. И в это время люди с запросом как бы тебя ждут, да? Нет, которым нужна помощь коуча. Ты как коуч им нужна. Да, они могут забросить, они могут отказаться, они могут закопать, они могут избегать, что угодно делать, да? Забить на это, короче, да? Да. Обесценить это, да, очень часто происходит, что, ой, что это ерунда, да, есть побольше проблемы, да, там главное есть где жить, крыша над головой, работа, да, муж, и остальное там само собой, может быть, когда-нибудь разберется, да. И мне очень нравится работать с людьми. Я эту профессию выбрала уже надолго, я думаю. Я хочу в будущем открыть школу отношений, да, в котором люди могут иметь пространство для того, чтобы разговаривать вместе, обсуждать, приходить к единому мнению, да, и строить свое будущее. Очень хочется, чтобы люди научились доверию друг другу. Да. Сейчас, мне кажется, люди настолько заняты, настолько погружены в свою работу, да, какую-то деятельность, достигаторство, что просто не замечают друг друга. Да, замечают только там, не знаю, по праздникам, по каким-то событиям, да. Или когда проблемы наступают только. Да, или когда уже что-то вот такое, да, щелчок какой-то, да, действительно звоночек, и нужно пойти решать. Поэтому я хочу помогать большему количеству людей, и для этого решила сфокусироваться на коучинге. И вот никак не распыляться. У меня есть свой онлайн-курс, но онлайн-курс я запустила достаточно рано. Для кого онлайн-курс? Онлайн-курс вообще для женщин. Для женщин, которые хотят строить вот такие доверительные отношения, да, разрешать себе быть собой, не боясь что-то потерять, да, потому что почему мы боимся, да, быть собой? Думаем, что люди отвернутся, да, или там чего-то не будет у нас в жизни, да, что мы уже поменяемся, и все у нас поменяется. И очень много тревог по поводу денег, да, достатка, вот этого вот. Но, к сожалению, к деньгам приходят только из взрослой позиции. Дети к деньгам не приходят. Деньги к детям не приходят. Да. То есть, когда мы взрастили себе свою опору, да, свой стержень, укрепили свой дух, появилось там видение своего будущего, вот тогда деньги начинают приходить. Да, и вопрос денег — это уже третий этап, мне кажется, после того, как ты проработал отношения, самооценку, и потом уже идешь к деньгам. Вот эти три вопроса, с этими тремя вопросами ко мне можно приходить. Как хорошо. Есть ключик все-таки к нашим замкам, да, уже давно закрытым. А что для тебя счастливый человек? Вот напоследок хочу узнать. Определение счастья счастливого человека. Счастливый человек — это который... для меня счастье — это свобода, да, внутренняя свобода. Когда мы ощущаем, что мы можем идти делать и заниматься тем, чем нравится.
да, можем позволить себе какие-то яркости жизни, какие-то удовольствия, какие-то наслаждения, да, когда мы не думаем, о, я мог бы это, но, к сожалению, вот такое-то обстоятельство, и я вынужден. Да, вот такая вот позиция, ну, сейчас называют позиция жертвы, очень распространенная, да, когда человек считает, немощный что он какой-то стал, да, совсем. Вот, ну, условно находится в таком стеклянном кубе, да, его не существует, но он считает, что он там находится, и чувствует со всех сторон ограничения, и просто не дает себе жить той жизнью, которую хочет, потому что думает, что там опасно, здесь опасно. Там невозможно, тут политика, там экономика не позволяет. Да, кстати, да. Очень часто вижу, даже когда турами занималась, люди очень сильно себя ограничивают. Если даже есть деньги, есть возможности, они придумывают себе причину не ехать. Да, вот должно быть трудно. Если не трудно, значит, это не тот путь. Да? Если нету там препятствий, все хорошо. Это очень странно. Путь только тернистым должен быть. Да. И, например, если даже с работы отпускают, да, или что-то, да, у них дети заболевают в этот период, когда нужно ехать. Да? То есть создается внешнее препятствие, как будто бы, да, которые мешают сейчас. Но вот человек, когда этот этап проходит, у него начинает с этим легко становиться, как будто прорывает такую вот, не знаю, вот то, что давно сдерживало, да, пробку такую, да, и все уже начинает получаться. Потому что это вот такое вот ограничение, которое человек сам себе поставил, как пророчество, которое всегда сбывается. Да? Человек верит в это, и оно сбывается. Если человек думает, о, я, наверное, плохо переношу дорогу, я, наверное, опять заболею, да? И оно, конечно же, происходит. Вот все, что мы хотим, Вселенная нас любит и дает. Поэтому если мы думаем, что ничего не получается, все приходит с трудом, что в жизни много испытаний, так и происходит. Вот мы состоим из того, во что мы верим. Это и называется установка. Установка — это то, во что мы верим. То, во что мы убеждены, и то, во что верили наши родители, а мы, будучи сами родители, пользуемся их установками, а они сформировались в подвоенное время, например, да, вынужденно из-за силы этих обстоятельств. А у нас нету этих обстоятельств, но мы до сих пор в это верим. Поэтому жизнь — это такая штука, где ты как бы проживаешь в предложенных обстоятельствах, на самом деле ты все время борешься с самим собой, получается, да, играешь в прятки с самим собой. И вот важно очень это в себе обнаружить, что ты, оказывается, сам иллюзии себе строишь, а потом их надо будет снимать. Мне кажется, чем раньше мы это сделаем, тем остаток жизни можем провести очень счастливо, с внутренней свободой, как ты вот обозначила. Я искренне тебе желаю, чтобы люди с внутренней свободой становилось вокруг тебя больше их, и чтобы твои благодарные клиенты вот обретали вот эту внутреннюю свободу и проживали яркую жизнь, как сказала Ольга, твоя подопечная, да? Ну и напоследок давайте поделимся подарком, что мы приготовили для наших зрителей. Чтобы их получить, вам, друзья, надо просто отметить нас. В описании профиля мы будем отмечены, наши аккаунты, и в социальной сети, запрещенной, всем известной, хорошо, да, вам надо будет сделать сторис с отметкой нас, и Люба вам приготовила замечательный подарок. Да. Давай раскроем это. Да. Что это? Сначала хочу ответить на твое высказывание. Давай. Ты очень верно подметила, что мы можем жить вот в рамках наших убеждений, которые появились давным-давно, да? И они все сформировались до 7 лет. Представь, до 7 лет мы все это уже для себя освоили, усвоили, увидели или там услышали, или на себе ощутили, и до сих пор можем пользоваться. То есть мозгом 7-летнего ребенка. И мы можем жить как биороботы, да, потому что у нас есть быстрое мышление и медленное мышление. Быстрое мышление — это вот полностью автоматизированные наши решения. Мы уже знаем, что ответить, что говорить, да, в таких или иных ситуациях, как делать. У нас везде заготовки. Не думая даже, автоматически. Вот, поэтому биороботы, говорю, да, уже мы живем как роботы, да, у нас все понятно, все там решено заранее, и все заготовлено, да, и это 95%. Представляешь? 95% времени мы можем жить как биоробот. И только 5%
времени, да, занимает медленное мышление. Это когда мы осознанно включаем в себе анализ, становимся тем нейтральным наблюдателем, про который я тебе говорила, да, и оцениваем ситуацию со стороны. А то ли это то, что я вижу, а действительно ли я прав? Да? А может быть, я не прав, а может быть, это действительно там так не выглядит со стороны, да? Может быть, этот человек видит больше и так далее, да? То есть мы начинаем становиться себе тем человеком, который меня же видит со стороны и мне же говорит: как это? Ты же сейчас вот просто домыслил, да? Сейчас ты интерпретировал на свой счет из-за того, что ты в это верил, ты это слышал от родителей, ты там этим пользовался и так далее. Вот через фильтр провел, да, и пришел к выводу уже искаженному. Который даже не твой вывод. Нет, не мой. Но я им пользуюсь, потому что у меня уже фильтры стоят встроенные. Да. И вот только 5%, да, которые мы можем, расширяя, пользуясь, жить осознанной, свободной той самой жизни. Представляешь? И, конечно же, это самому делать очень-очень трудно. Сложно. Поэтому есть такие специалисты, к которым можно прийти с какой-то проблемой и не хотите ее решать. Мне вот девочки говорят: ладно, я приду к тебе. Я вот с этой проблемой ходила 1 год, 2 года, пыталась решить, пыталась там в Ютубе там видосики смотреть, пыталась книжки читать, но я поняла, что это там пустая трата времени. Да, я, конечно, попробовала, кучу времени, энергии потратила, да. А какие у нас есть главные ресурсы? Это время, энергия и деньги, да. И очень ценно, гораздо легче расплатиться деньгами. Здоровьем, энергией как-то не очень. Стоит. Да. Это ведет к этому, да, ухудшению здоровья. Временем, как правило, тоже, потому что с каждым годом времени меньше и меньше. Да? Поэтому я вот всегда советую деньги брать... единственный восполняемый ресурс, кстати. Да. Из-за этого. Да. И ты, если можешь взять какой-то инструмент, с помощью которого ты можешь пойти заработать, там, я не знаю, продвинуться, да, мне кажется, это супер круто. В мое время не было таких инструментов. Боже, если бы такие специалисты были бы, я столько искала семейных психологов, да, каких-то таких специалистов, да, которые могли бы, не занимаясь вот всем подряд, да, вот именно сфокусировали бы на одной нашей вот тормозящей какой-то установке, да, не знаю, да, и просто мы бы ее разрушили и гораздо больше шаг бы сделали и не стояли бы на месте, потому что чем дольше мы стоим, тем катимся назад. Если мы шаг не делаем, мы уже стоим на месте. Да? И вот понимание этого, все как будто ускоряется, вот этот конец, да, все-таки середина жизни, да? И меня это подстегивает больше стараться делать. А когда 30 лет, может быть, такого ощущения еще нет, но в 40 лет четко такое сознание приходит. И вот я хочу подарить всем, кто меня отметит, наше интервью с тобой, да, считаю, что оно очень полезное, действительно многим может помочь что-то решить быстро, да, не ломая себя, да, не тратя кучу времени, да. Видеоурок называется «4 состояния женщины». Круто. О чем оно? 4 состояния женщины — это про то, что в каждой женщине есть 4 разных, как сказать, роли. Да, это роль хозяйки, любовницы, девочки и королевы. Да, а мы можем пользоваться только одной. Например, только хозяйка всегда, да, всегда кормит, напоит. Там, стирка, уборка, глажка. Да, или всегда королевы, да, стикаторши такие, да, умеем делать деньги, кстати, а дома мы это тоже роль как будто бы начинаем применять и становимся такими авторитарными, да, для своей семьи, но это совершенно другая роль. Да? Либо роль девочки. Я инфантильная, я маленькая, мне всегда дай, мне всегда нужна помощь. Манипулятивная такая роль, короче, да? Выгодная. Да, очень выгодная. Но в долгосрочной перспективе это вообще не выгодно. Искажение получается. Да. В долгосрочной перспективе всегда выгодно взращивать свой стержень, свою опору, свою взрослую позицию, потому что такой человек, он нигде не пропадет. И такой человек всегда найдет решение. Да, и взращивая себя взрослого, я вот начала взращивать своего взрослого в 36 лет. Тебе сколько лет? 4 годика, да? Да. 5 лет. Мне 5 лет, да? Условно. Вот 5 лет я становлюсь взрослой, и это очень замечательно. Я вот столько решений могу принять, на что угодно в своей жизни повлиять. Я действительно считаю, что у меня есть зона своего контроля, где мне под силу исправить что-то, да. Зона влияния, скажем. Влияние, да. И есть зона других, которые я тоже отдаю другим.
Да? И это очень замечательно быть взрослой, я считаю. И этому я учу тоже своих клиентов, чтобы они проживали осознанную жизнь. Дай Бог, чтобы мы все проживали свою осознанную жизнь, взрослую жизнь и со всеми необходимыми ролями, которые в ней нужны, каждый в свое время. Я желаю тебе счастья, Люба, огромного счастья, безмерной вот этой внутренней свободы. Ну и, конечно, чтобы твоя семья всегда чувствовала твою вот эту неимоверную энергию, твою некую даже волшебство твое, да, и чтобы все у вас всегда получалось, как вы этого хотите, самым наилучшим способом. Спасибо. Ой, спасибо вам, дорогие наши телезрители, дорогие наши соратницы, девушки, женщины. В первую очередь мы, наверное, обращаемся все-таки к женщинам, Да. потому что мужья, наши братья, друзья, да, партнеры все-таки подтягиваются, все-таки как-то вот за женщиной, к ней подстраиваются. Вот женщине подвластно все. Давайте желать всего самого наилучшего друг другу. Пусть все у нас в этой жизни получается, и каждый из вас мы желаем осознанной, прекрасной, счастливой жизни. До новых встреч. Пока-пока.